Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату достар. YouTube, Башкортостан 2024 деген YouTube, справа, слева TikTok. Шығып болдым по просьбе подписчиков. Шық дегенлер әлі қошан шығарға емеңе, но мен, как говорится, уақытым жоқ, не настроение деген кебек. Күпі күндіз шыға алмаймын мен, потому что у меня всегда ночью эфиры, поэтому, как говорится, вот так вот. Днем у меня что-то не получается. Притом в этом на всякие обезьянник-то яшим. Тут нереально, да, этот шиитский иранец постоянно заходит, приходит. Пока его нету, но я хотел в комнате сделать, но вдруг придет. Опять обломает мой эфир, потом с этим всем барахлом надо выносить сюда, все, садиться уже, как говорится, искать диван свободный. Что, тему я не обозначил, потому что тема такая вся проиранская, везде про Иран. Наверное, сначала сразу я начну с одного момента. Тут я, наверное, сегодня буду конкретно и материть вас всех, конкретным образом, как говорится, ураза, не ураза, короче, Аллах Та'алям, как говорится, кишерсен. Очень много увидел, говорил я вам, видосики в Фейсбуке про Узбекистан, там, как узбеки топят за Иран, там, чуть ли там, как говорится, иранцам яйца не целуют. А тут сегодня увидел вообще другую дичь, как в Казани, Камиль этот чертовый ебучий хазрат, что делает этот тварь, идет, стоит, типа, и кладут цветы. Видели, наверное, это видео или нет? Я записал недавно, только закинул вам, вы можете посмотреть. Закинул я какой-то канал, Идель Урал Туркестан, получается, мой канал. Можете зайти и посмотреть, как они там творят, так сказать. Вот такой мой канал, Идель Урал Туркестан. Если кто не подписан, подпишитесь, как говорится, Идель Урал Туркестан, потому что и туда буду выходить. Ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату, Мухаммад. Башкортостан, дагестанские братья, иншаллах. Да. И вот, самое убийственное то, что там, я вам говорил, что про Узбекистан, про Узбекистан тоже есть скрин, потому что с Фейсбука порой иногда могу вытаскивать, иногда не могу вытаскивать. Вот, про Узбекистан, что они там творят. Эфир про этих шиитов, которые вообще не при делах к нам. Понимаете, вот мы изначально родились вообще в суннизме. Альхамдулля. У нас не было каких-то других каких-то течений, конвенций, не было у нас бардака. Даже те нас рядом, которые, так сказать, захватили эти узкожопые, даже они, получается, грубо скажем, к какому-то веке пришли к христианству. Вот это, крестоносцами стали. Даже у них есть что-то, как-то можно сопоставлять с нашим. Но этот шиизм вообще ни в пизду, ни в армию, понимаете? Поэтому, исходя от этого, то, что там цветы и траур у посольства Ирана в Ташкенте, меня вообще убивает. И вы видели бы там комментарии, это вообще... Комментарии видели бы, вообще кино, короче, я там тоже пару комментариев написал, что-то мне тоже там написали, короче. Суть какая, да, и вот, и само собой в Татарстане. В Башкортостане я пока еще не увидел, может мы увидим, сейчас будем листать новости. Вот я загрузил в Идель Урал, как говорится, Туркестан, мой канал, его, пока сюда не стал загружать, потому что я больше сейчас на новый канал загружаю всякие видосики, чаще загружаю на новый канал, чтобы прокрутить новый канал, чтобы подписчики появились туда-сюда. Просмотров нету, видите, в последнее время, я не знаю почему, нет просмотров. И вот, получается, убивает то, что суннитский, так сказать, в кавычках, манкуртский, этот Камиль Хазрат, этот Камиль его вроде зовут, если я не путаю, этот Татарстана, Хазрат Татарстана, короче, Казани. Так Казани, даже не Татарстан, вроде Казани или... Вот этот, короче, из, так сказать, нашей центральной мечети, да, или откуда он там. Вот этот Камиль, получается. Как его фамилия? Я забываю всегда вот этого Камиля. Камиль его вроде зовут его. Я не путаю, короче. Вот этот. И он даже там стоит. Поэтому как можем понимать вот этих людей, которые топят. Смотрите как, получается, я эту тему не хотел, я уже закрыл, думаю, эту тему, все, не буду говорить, но тут комментарии, вот это все, вот это дичь, вот это все мусолится, я не знаю, даже перестали даже об Украине думать,
Прикиньте, вроде мы сейчас пытаемся там сконцентрироваться, там Украина, Москва, туда-сюда, и бах, там что-то начали все говорить про Иран. Да? Нафига нам этот Иран? Нафига нам они вообще нужны? Вот этого я не могу понять, зачем они нам нужны. Башкортостан, Татарстан, эшегез беткен, что ли? Другими делами заняться нечем, что ли? Узбекистану что? Узбекистану-то что, при чем вообще тут эти шииты? Вы же сунниты, ё-моё. И вот этого я тоже не могу понять. Почему вот эти мои 3 нации задействованы в этом? Кого вы поддерживаете? Шайтана, диктатора, который, по вашим мыслям, как бы долбанул по Израилю. И что с этого? И что с этого? Он долбанул и по соседям. И что с этого? Толк-то что? Он по Израилю прилетело, в Турцию прилетело, в Кипр прилетело. Летит оно куда-то. Ну и что с этого? И вот этого я нифига не понял. Пусть летит, пусть летает. Какая разница? Максимально буду в Ютубе, получается, час буду вести, вырубать, потом, не знаю, на другой канал переходить. Ну, короче говоря, по часу буду только вести, потому что в Ютубе перестали смотреть. Или бан у меня стоит в Ютубе, я не знаю. В Ютубе нет людей вообще. Даже в ТикТоке больше стало у меня людей, чем в Ютубе. Не знаю, что происходит с Ютубом. Вот, как-то так. Поэтому топка за Иран, даже сегодня вот что-то они говорили, я до конца не дослушал. Иран, русские мусульмане, деколонизация. Руслан Габбасов пригласил вот этого какого-то чувака тоже, короче, русские мусульмане, что ли, он говорит, этот Харун Сидоров. Его, они тоже что-то о чем-то говорили, но чуть-чуть начал смотреть, но до конца не досмотрел. Но суть одна. Все мусолят про Иран. Про Иран мусолят, то, что бесит сразу, знаете что, про Украину забыли. Вот реально забыли про Украину. Наша задача ведь, блин, от Москвы избавиться. А не вот эти всякие шииты, мииты, блин, да вообще пусть пропадут пропотом. И тут вопрос возникает, вот башкиртам, татарам, узбекам. Что они вам сделали, чтобы вы хорошо жили? Вы где с Ирана получали какое-то добро? Даже Казахстану это касается. Что вы от них получали? Что мы получали от шиитов? Кутак, мойга бутак вы получали. Может даже майда югая. Просто сухую кутак алгансыз может быть. У ансы да югали, блядь. Понимаете? Вы что брали? Чтобы вы что-то могли что-то вякать против вообще вот это, про Америку, против кого-то там. Вот для меня сейчас это цирк. Как бы яхуды, американцы и шииты между собой цапаются. Как шавки. Пусть цапаются. Нам-то чё? Нам-то чё? Нахрена? Кутсибирге кереклер олар бізге. Башқұртстан менен Татарстанны қайғысы біткен міне. Өзіңіз ыштансыз, блин. Өзіңіз ыштансыз. Сіз өзіңізді, дәулетіңізді нәрсеге тырышырға керек, қорарға керек. Нинди всегда может быть маразм другой. Сегодня еще взбесило даже, разговаривая с своими родными, я понял то, что они все путинососы. Я сегодня поставил, как сказать, точку для своей головы, что я один. Все, я остался один. Все мои родственники, все внутри в этой пидорасии ебучей, они все, получается, за Путина. Все, я один. Так что я даже хуй положил на всех родственников. Вот сегодняшнего дня, это конкретно. На всех, блядь. Начиная от мамы и до конца. Вот представьте. И во время Рамадана я об этом я вам говорю. Почему? Потому что, еще раз повториться хочу, не хочу лицемером быть. Понимаете, когда у меня в родственниках вся басота эта ебучая нахуй топит за Путина, я не при делах. Я не при делах, потому что гурда, тегінде, жер астында, 2 метр жер астында, har biring o'zing javob berasың ko'tingga. Понимаете, Аллах Та'алам Qur'onda o'zingiz javob berasiz. И поэтому я не подписываюсь под своих родственников и под всех других. Как я всегда говорил, своего троюродного брата, который там в хорошем, так сказать, месте работает в Узбекистане. Тоже манкурт, так сказать, для своего народа, подавно для родственников. Нихуя ни пользы нет от него. Понимаете? Человек работает в правительстве Узбекистана. И что? Я вот против этого правительства Узбекистана.
потому что оно топит с Москвой вместе и гнобит диктатурским образом своих же 37 миллионов узбеков. А еще вот эти узбеки приезжают в Роттердам и, как говорится, хуями машут. Привет нашим, хуями машем, блядь. Которые, блядь, зовут меня на ифтар, потом сдирают с меня, блядь, деньги нахуй за этот ифтар. Вот такие пидоры узбеки понаехали нахуй сюда в Роттердам, блядь. Каждому нахуй я хуи ложил на них, блядь. Хуи ложил, блядь, нахуй. Всех, блядь, нахуй. Потому что, блядь, человек, который зовет на ифтар, блядь, он должен оплачивать, блядь. Подавно, блядь, в узбекском народе такого не было, блядь. И что за нахуй узбеки понаехали сюда в Европу? Durdomdan qochganlar nahvoy. Pul ko'rmaganlar kelgan, och ko'zlar kelgan bu yerga. Amini qashlab. Базара нет нахуй, как они, блядь, в день, блядь, работают по 150 нахуй евро зарабатывают. Если я зарабатывал бы, я за них заплатил бы нахуй. Katta gapirishmas bu nахуй. Amini chiqarish degan mana shu bo'ladi, блядь. Я, блядь, фильтровал дней 17 мат свой, блядь, не вылазить в этот ебучий YouTube, TikTok и так далее. Кутам qo'yib qo'ydim нахуй, матаga ham boshqasiga ham, блядь. Потому что здесь красиво говорить не сходится, блядь. Не сходится, блядь, красиво говорить. Тут нехуй красиво говорить, блядь. Каждый, который, блядь, возомнил себя пидорасы, возомнились нахуй человечиной, блядь, я ебал в рот вас всех, блядь. Которые думают нахуй, что, блядь, нахуй, вот я приехал в Европу, зарабатываю нахуй 150, и могу ебать своего же узбека нахуй, позвать его в гости, блядь, и сдирать бабло нахуй. Вот, канака маразликка түштік біз, блядь. Мараз халық нахуй болдық біз. Потом вот эти все, блядь, пишут сюда. Мы сегодня будем рыть только Инстаграм. Будем просто смотреть, рыть Инстаграм, блядь. Посмотрим, что происходит в Инстаграме. Я в тот день обещал, и потом у меня сил нет. Все, закончил, как говорится, эфир. 5 часов где-то вел с вами эфир. Кусками. И понял одну вещь, блядь. Что сюда, блядь, приезжают одни суки, нахуй, узбеки и таджики. Конченные, нахуй, блядь. И tilimga javob beraman nahvoy. Ko'timga ham javob beraman. Aslar bermaysizlar ham, bermagansizlar ham. Amilarni qashlab uylarga pulni jo'natyapsizlar, блядь. 27 so'mga o'lib qoldinglar nahvoy. 27 yevroga o'lib qoldinglar nahvoy. Уёбки нахуй. Надеюсь, блядь, кто-нибудь это все скинет, чтобы попало это узбекам нахуй, задело в очко вам, блядь, зашло это видео, блядь. Пидоры, блядь. Ko'tingga javob berishni men O'zbekistonda o'rganganman. Sizlar qanaqa o'zbek bo'ldinglar amiylarga? Ski, блядь. Qanaqa o'zbek bo'ldinglar? 37 million ko'tingga javob beryapsanmi? O'zing davlating qarayapsanmi, yo'qmi, блядь? Я за все время, если башкир bilan татарда такую встречу, тоже выскажу, но пока не встретил. Как я вам говорил, встретил меня брат казах, который топит за Путина. Путиносос, можно сказать. Но он приехал ко мне в аэропорт, купил еду бесплатно. Самым дорогом, который в аэропорту, сами понимаете, дорого там все дорогое там. Купил еду мне, дал еще денег там, больше там 100 или сколько там он мне дал, блядь, денег. И сказал, не живи здесь, гудбай, едь куда-нибудь, сдайся куда-нибудь. И я уехал. Понимаете смысл? Qani ana shu yerda o'zbeklar? Ha? Qani o'sha yerda o'zbeklar? Amini sotgan nahvoy o'zbeklar. Trans, блядь, nahvoy. Ko'tini bergan moskvichlarga o'zbeklar. Qani sizlar, блядь? Ha? Lavz qani, блядь? Lavz, блядь, yo'q sizlarda. Пиздоболы одни, нахуй. Вот это дерьмо, блядь, с каримовских времен началось. Вот Каримов как жил, блядь, с этого момента началось, блядь. С этого момента только это началось, блядь. Я раньше, когда жил в Узбекистане, не было таких пидорасов, блядь. Развел этих пидорасов Каримов. Каримны боллары силар, хаммелар. Которые, блядь, нахуй, за деньги готовы продать все, блядь. Поэтому sizlarda davlatiylar вроде бы, блядь, boy, o'zinglar qashshoqsizlar, блядь. А bizda Boshqirdistonda, Tataristonda, блядь, qullik нахуй. Qullik. Biz вроде нормально живем, а в то же время рабы Москвы.
Aslar nizavissimi bo'lib turib, naxuy, ko'tinglar duplo naxuy. Duplo hammani qo'tog'i ko'tiga kirgan, og'ziga kirgan, naxuy, chiqish yo'q. И еще, блядь, самое интересное, блядь, нахуй. Men erkakman deb yurganiga hayron qolaman-da, блядь. Men erkakman, блядь. Erkak bo'lsang, блядь, нахуй, iftorga chaqirsang, to'la нахуй. To'la нахуй iftorga chaqirib, блядь. Хуй с ним, ты бы меня позвал бы не во время Рамадана, блядь, пидорас, блядь. Не во время Рамадана позвал бы. Я сказал бы, хуй с ним, базара нет нахуй. Было так уж, оплатили. Посидели пацаны, оплатили. Ну, ты зовешь, блядь, из пизды Кукувы 100 километров, едешь, блядь, сука. И ты оплачиваешь за ифтар, блядь. Я бы тебя, вас всех, вот здесь накормил бы, хотя бы куском хлеба, бесплатно. На ифтар приходите ко мне, я вас накормлю здесь. Заварю кофе, чай. Бесплатно. Не возьму с вас, блядь, 27 евро, блядь. Поэтому, исходя от этого, я к чему это вообще подвожу, итог-то, блядь. Когда вы пишете комментарии, блядь, про Иран, boshda o'zingizni ko'tigizni, bo'g'izni tozalarga o'ranigiz, biladlar. Itsikkanlar. Ты видео видели же, да? В Узбекистане, как один пидорас, двое пидорасов режут собаку. И засняли видео. Дожили, 21 век, узбеки режут собак, блядь. Да вас же чмырить, если начну озым отцам, я же вам обещал. Если я рот открою, вы чмошным народом станете, блядь. Сука. Мен өзбек bo'lib, men sizlarni чмырить буду, нахуй. По жизни, пока вы не измените свое положение, ублюдки. Я вас чмырить буду, нахуй. Каждого, который, нахуй, жопошник, блядь. Пока, который не будет топить за независимость, блядь, конкретного Узбекистана, блядь. А не вот это, нахуй, подставники Москвы, Мирзияева, Каримова, взять лем, нахуй. Я буду мочить вас, нахуй. Буду вас, блядь, чмырить, блядь. Чмошная, блядь, нахуй. Нация в данный момент родилась, блядь. Как тот день я видео вам говорил. O'lib ketish kerakmiz dedi bitta o'zbek videoda. O'lib ketish kerakmiz, чтобы очиститься, чтобы новое поколение нас, пидорасов, не видели. Я вот в том же смысле с вами сейчас как пидорас становлюсь. Потому что мне приходится, сука, в это грязное белье лезть и озвучивать вам вот эти ваши косяки, которые мне нахуй не сдались. Исходя от этого, Башкортостан и Татарстанда происходит такая хуйня. Топит за Иран. Куда не зайдешь, топит за Иран, блядь. Башкортостан, Татарстан, иши биткен, блядь, а? Иши биткен, блядь. Вас мы зовем с Габбасовым, с Айсинами, Кашаповыми, со всеми, блядь. Мы вас зовем, чтобы вы, суки, встали нахуй против Москвы. А вы что делаете? Вы что делаете, блядь? Вы идете нахуй украинцев мочить, сами обсираетесь потом. Без ног, без рук, блядь, без головы возвращаетесь в черном пакете. Потом, блядь, еще кричите то, что, блядь, почему-то, блядь, Башкортостан и Татарстанда проблемы. Конечно, проблемы. Дороги разъебанные, блядь, Башкортостанда, блядь. Татарстанда не лучше, блядь. Все разъеб, блядь. У разбитого корыта живут, но самое главное, блядь, они счастливы, блядь. Койсы тышик, блядь, вы счастливы, объясните мне, блядь. Койсы тышик, блядь, счастливы, что вы живете, блядь, нахуй. Даже по вашим меркам хуже меня, блядь. Понимаете, вы живете в таком депрессивном состоянии, где пернешь, вас посадят, блядь. Если ты турган жеринда bir narsa сөйлесаң, hazır какой-нибудь еще англицизм, хуицизм, блядь, путинизм, что-нибудь скажешь, что тебя ушел ты на 10 лет, блядь. Как можно вот это все терпеть, а? Мы увидели, блядь, нахуй, Узбекистан. Протерпел свою, блядь, кончину Каримова, блядь. Это вам не урок? Увидели этот шибанутый, нахуй, и ебанутый и шиизм Хамини, блядь. Терпят, до сих пор терпят. Думаете, изменится? Не изменится это. Не изменится. А я вам скажу секрет, почему не изменится. Потому что это не внутри России. Иран – это отдельное государство. Ни при каком обстоятельстве он не внутри кого-то. Поэтому изменения у них вряд ли получится. Потому что они могут ответить за себя. У них нет, они не под колпаком Москвы,
У них нет колпака вообще в мире. Поэтому эта диктатура не исчезнет, блядь. От того, что местоположение людей меняется, диктатура не кончается, поймите. Что вы, в Узбекистане не поняли этого, что ли? В Узбекистане бунта не было, блядь, 100 лет, блядь. У вас что-то поменялось? Нет. Нет. Смена это вот как кыргызы, 3 президентов поменяли, вот это смена. И то сейчас теперь опять в жопе сидят, кыргызы тоже хуйней страдают. Опять вот это какое-то поколение, которое поменяло, оно то ли передохло, я не знаю, куда оно делось, остановились, не меняют. Это косяк. Поэтому Башкортостану и Татарстану нужно то поколение, которое сменит. А это поколение, вот мы вам хотим глаза открыть, что Башкортостан Татар проснулся. А вы рахатланып, сугышка барасыз, үләсез, нәрсә эшләп йөрисез анда, блядь. Кутак пошла, блядь. Особенно выбешивает вот этот уебок, блядь, который клубника этот, блядь. Этот долбоеб толстый, клубника, блядь. Поехал, понимаешь ли, на Умру. Макка Мадинага барган бро. Ташбаш, вот этот, как его зовут, я не знаю. Черт этот, обезьяна толстая. Поехал он из Татарстана в Мекке-Медину. Идиот конкретный, конченый. Татарлар Бест. Начнем вот с этого. Татарлар Бест грузит вроде бы нормальные темы. Пишу комментарии. Меня никогда не блокирует, не говорит, ничего не делает. Все как бы нормально. И что он пишет? Самым распространенным языком в России после русского стал татарский. Ну, конечно, не знаю, такой темы я не верю, но откуда он такой выдумывает, конечно. Ну, давайте посмотрим его смысл. Сегодня будем листать Инстаграм и будем реагировать на все, что мы увидим. Потому что там очень много вот этих долбанных комментаторов, манкуртов. Я не знаю, как их назвать, блядь. Я не знаю. Я, альхамдулилля, я не шиит. И я не родился шиитом. Альхамдулилля, я мусульманин нормального, так сказать, истинного пути. Суннизм, ханафизм. Вот это, ханафи, суннизм. Аллах Таалямга иң біріншілерден біз. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. И у нас как бы нет колебания. Камни там нам, коровы, блядь, там татуировки, какие-то безбожники, долбежники, нам это не интересно. Понимаете, у нас нет колебаний, выбора там, как эти ебучие иранцы, 1 миллион, как я вам в своих эфирах озвучивал, приняли христианство. Ебанулись люди. Бах, они христиане, бах, они шииты, блядь. Бах, завтра, я не знаю, кем становятся. Интересно люди живут, да, блядь. Нравится, вот они вот этим становятся, нравится, вот этим становятся. Ой, блядь. Прошмандовки, а? Прошмандовки, считай, блядь. Даже если сравнивать с индусами, даже индусы непоколебимые. Индусы верят только коровам своим, прикиньте. Даже они не продажные шкуры, блядь. Они все, вот уверовали своему нахуй коровам, блядь, своим. Все, они любят корову. А эти могут, оказывается, и так любить, и так любить. Так, понравится, так буду. Понравится, так буду. Я ебал такую нацию. Нации дело. Потом вы говорите, а что ты нацист или что-то в этом роде? Да, блядь. Пусть будет так, нахуй. Нацист я, блядь. Тракторист, хоть кто, блядь. Главное, блядь, принести, как говорится, толк всем народам, чтобы они хуйней не страдали на земле, блядь. Опомнились. Опомнились, что они вообще, блядь, люди или что они, блядь, а? Самым распространенным языком в России помимо русского являются татарские и чеченские языки. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкового РАН Ольга Казакевич. Она уточнила, что в стране насчитывается примерно 4,3 носителя татарского языка, 4,3 миллиона. Более миллиона носителей у чеченского, 1,3 миллиона, украинского более 1,1 миллиона, башкирского 1,1 миллиона, чувашского более 1 миллиона языков, заявил Казакевич. В число лидеров также входят аварский, свыше 900 тысяч носителей, армянский около 660 тысяч и кабардино-черкесский более 515 тысяч языка. Ну, конечно, опять-таки это говорит Ольга Казакевич. Конечно, кто такая, блин, ей верить или из РАН.
Не знаю, конечно, я не могу сказать какие-то конкретные ролики и конкретные, ну вот комментарии. Смотрел ролик от канала ТНВ, где про татарский язык говорил ведущий Ильшат Аминов. Он сказал, что лиц, владеющих татарским языком, 3 миллиона 261 тысяч человек по переписи 2021 года. Численность татар в переписи 2021 года составляет 4 миллиона 713 669 миллион человек. Кто-то пишет, жаль, что база низкая, поэтому в школах язык должен быть. Биг Матур Рахмат. Ну, давайте поставим, как говорится, лайк вот этим. Ну вот видите, Аминов, который выступает с продажной телевидения ТНВ, Аминов, который иногда вякает какую-то как будто бы правду, внутри Татарстана, это же невозможно, да, ведь внутри России говорить правду. Ну, этот Аминов, такой в очках, что ли, он какой-то, черт один тоже есть, блин, Манкурт. Он начинает иногда дичь нести про Татарстан, про татарский язык, про татар, начинает какую-то хрень нести. Я не знаю, под кого он пляшет, почему он еще пока живой, блядь, там. И вот от его имени, получается, говорится, то, что 4 ляма только, или там 3 ляма могут только говорить. Я вам одну вещь скажу. Башкортостан и Татарстан эшендагилер могут более-менее говорить на наших языках. А вот в регионах я не верю, что они говорят на татарском. Потому что им негде говорить на татарском, поймите. И он со своего аула вылазит, допустим, пусть оно будет в Самаре или в Оренбурге. Все, он попадает в русский мир. Где он будет говорить на нашем? Русскому говорить, он который ни ани б, ни кукуреку, блин. Он же свой язык не знает нормально писать, русский. Он же с ошибками, Иван, дурак, с ошибками живет же по жизни, он ошибками писал, блин. Поэтому, как говорится, наш язык употребляется только внутри республик. Вот правильно сказано, чеченцы, да, внутри Чечни, там, снаружи, хоть где, чеченцы говорят они. Не до такой степени продажной шкуры. Аварцы говорят. Вот, аварец у меня в Германии, братишка один есть. Он говорит на своем по жизни. Вот, они говорят. Молодой, кстати. Молодой и говорит на своем языке. От и до. Поэтому Дагестан, Чечня в республике имеется в виду. Башкортостан, Татарстан, они могут говорить. Базара нет. Но не все. Не все. Потому что у вас недостаточно, так сказать, правильного воспитания детям, и у вас нету школ. Поэтому вы физически не можете что-то говорить. Физически что-то вы не можете диктовать и что-то делать. Как-то так. Так, идем дальше. Что тут можно еще почитать вам? Когда я вот так просто листаю, дофига чего вылазит, а когда надо, ничего нету. Что тут говорят? Ну вот, просто новости подряд. Про уйгур. Вот. Что происходит в Уйгуристане? Власти Китая называют эту программу «Быть семьей». На деле это форма тотального контроля, встроенная прямо в частную жизнь. Под наблюдением оказывается все. Каждый завтрак, каждая молитва, каждое слово ребенка. Уйгурский язык вытесняют китайским. Религиозная жизнь уходит в тень, а идентичность постепенно стирается. Официально Пекин говорит о развитии и интеграции, но за этими формулировками скрывается системная политика уничтожения культурной памяти. Сегодня Восток-Тюркестан живет в условиях жесткой ассимиляции. Тех, кто не соглашается и сопротивляется, отправляют так называемые центры профессионального обучения, по сути, лагеря принудительного содержания. О масштабах и деталях происходящего мы узнаем в том числе из книги Атаха Кылынча «По следам утраченной географии». И эта история вновь заставляет задуматься. Молчание делает нас соучастниками, а значит, мы обязаны говорить и быть голосом тех, кого пытаются лишить права на него. Вот теперь вам дам дельный совет. Вот те, которые топчики с Узбекистана, Башкортостана, Татарстана и другие республики, которые пытаются топить за это, рядом, yoninglarda turgan uyg'urlarga nima yordam bermayapsizlar? Где топка ваших комментариев, где вы топите за уйгуров, а?
Ханы узбекляр, которые, да, петухи, где вы нахуй, которые топят нахуй, сука, блядь, за Иран, блядь, сука, ебучие, блядь. А за уйгур кто будет топить, За уйгур топите? Попробуйте вот топить за них, блядь, Башкортостан, Татарстан, за уйгур, давайте топите. Там точно нету, блядь, шиизма, блядь, прикиньте. Там нет шиитов, блядь. Там нету вообще, нахуй, другой религии у них. К ним, наоборот, вот этот ебанизм какой-то, буддизм приписывается сейчас. Левые вообще, блядь, к нам не относящие. Вот, за них топите. Кстати, как раз оно вышло, блядь. Листаешь, вот выходит по теме, кстати. Вот вам пример. Это наглый пример, который, блядь, вам должно, блядь, голову убить, Голову убить, а не, блядь, топить нахуй. Как видели видео, наверное, как этот какой-то самаркандский таджик, получается, что-то ляпнул, крысы бегите, каламушляр, и пришли его связали, забрали эти сионисты. Это тоже интересный факт. Это же нужно быть долбоебом, ездить из Самарканда в Израиль работать. Я знал одного татарина, тоже мне пару лет назад писал, с Израиля. Говорит, я в Израиле. С Башкортостана. Татар или башкорт, я не знаю. Ну, татар шекелет. Из Башкортостана. Ебанутый мужик, блядь. В Израиле, блядь, в пансионе работает, кортларны күтен юбери. В Израилде. Башкортостаннан барган, блядь. Окша эшләргә. А бу яшь балай Израильга барган Самаркандан. Узбекистаннан барган. Таджик. Мен порой удивляюсь таджикларына. Я же говорю, порой, блядь, таджикам похуй, мне кажется, где зарабатывать, у кого деньги зарабатывать. Это до такой степени ёбнутые, нахуй, тоже люди, блядь. Таджикистан, что, ебанулись вы, что ли, блядь? Таджики, Самаркандские таджики, блядь, таджикские таджики, блядь, как хуй разница, таджики, блядь. Ёбадались вы тоже, блядь, да? Пошли, блядь, нахуй, врагам ислама зарабатывать деньги, блядь. Кайсы миен, блядь, толк миен, блядь, я ушины, блядь, клеепсан, Позоришь, блядь, свой таджикский, суннитский, как говорится, ислам. Как ты можешь вот этот, сионистским деньгами, блядь, кормить свою семью, блядь, Калленге, сука, блядь. И хуею, блядь, над людьми, блядь. Просто поражаюсь, блядь. Обычно стук в дверь, дочитаю уж текст. В дверь, но это не гость. Китайское государство подселяет к уйгурским семьям чиновник, который живет рядом, наблюдает и фиксирует все. Язык, веру, привычки, даже разговоры детей. А ну да, у них людей хватает. На каждого уйгура, наверное, 500 китайцев, блядь. Программа называется «Быть семьей». Фактически это контроль, встроенный прямо в частную жизнь. Под наблюдением оказывается каждый день. Завтрак, молитвы, книги на полке, слова на родном языке. Это кошмар, блядь. Несогласно отправляют в центр обучения, лагеря принудительного содержания. О происходящем мир узнает из свидетельства и исследований, в том числе из книги Тахи Клыча «По следам утраченной географии». История Восточного Туркестана — это не только про регион, это вопрос о границах власти и цене молчания, пока одни лишаются голоса, другие решают, слышат ли они его. Репост сделаю хотя бы 1554, я стал 1555-м репостником. Вот и думайте после этого. Вам зарабатывать в Израиле бабло и топить за Иран, или все-таки за уйгуров лучше вам топить, И вы никак, блядь, нахрен не можете плохому сопоставить уйгуров, страдальцев, с шиитами, которые вообще не при делах к нашей религии. Сунниты, уйгуры страдают. Где вы, блядь? Эрдоган просто ляпнул. Да, они вот страдают. Ой, блядь. И Эрдоган занят же, блядь. Он не знает, когда зайти в Израиль. Год-два пройдет еще, Года 2 назад он хотел зайти. До сих пор не заходит, Когда же зайдет он, Удивительно, Когда же Эрдоган сдохнет, наверное, зайдут в Израиль они. Или там, когда Израиль ебанет все рядом, потом, может, они подумают, ой, блядь, сейчас к нам придут. Надо заходить в Израиль. Или так, да, будет, блядь? Почему Эрдоган не может поехать в Туркестан помочь, А зато, блядь, татарлар, блядь, топят за турков. Топят за турков, блядь, нахуй, что они вот спасут их от Москвы. Охуенно, блядь, топка, блядь. Понимаете?
Я не знаю, в этом мире вообще уже что-то неинтересно становится жить порой, блядь. Реально. Это полный абсурдный мир стал, блядь. Кто за кого, не пойму, блядь. Kim kutun biri, kim ağzına olan anlab bilmiyor. Kim kimnisiga anlab bilmiyor. Kim, блядь, вообще хочет независимость Башкортостана, Татарстан, тоже анлab bilmiyor уже. Я не могу понять, блядь. Как они хотят жить, блядь. Независимый Узбекистан, как хочет жить, я не могу понять, блядь. Как прошмандовки по всему миру рассыпались, блядь. Как этот, блядь. Моисей водил, блядь, своих ебучих яхудов по всей земле, блядь. А узбеки водят друг друга. Хоровод, блядь. Надо пройтись, блядь, по всей земле, собрать как гроши себе, блядь, нахуй, а? Собрать гроши, потому что сомы что-то хуевые у нас, блядь. Надо доллары, евро зарабатывать, потому что мы узбеки, мы хорошо подметаем, блядь, по всей земле, нахуй. А башкортлян-татар, блядь, любят стрелять. Они любят стрелять, блядь, они, блядь, едут на Украину, умереть, убийцей стать, блядь, я не знаю, блядь, калекой стать, нахуй, запчасть стать, нахуй, и приехать, нахуй, как говорится, в черном пакете. Вот такая вот жизнь, блядь. Сука, блядь, я не знаю, блядь, я не знаю, за какую нацию топить даже, блядь, а? У меня 3 нации, прикиньте, блядь. И что мне делать, блядь, а? Что за нахуй? Почему Башкортостан и Татарстанда такая, блядь, система, которая как будто бы имеет на вас главу какую-то. Вот, знаете, вот, сізні қуашандыр духыңызны алып қойғанлар, как будто бы, өзі жоқ ол нәрсе. Вы выдумали себе, блядь, что у вас забрали дух, блядь. Мен сізге айтам, блядь, духны или забирают, или не забирают. Я же в тот раз я вам говорил, блядь, если он есть, есть, нет, нет. Поэтому, когда вы думаете, что вы бездушные, да вы сами не знаете, что это такое. Башкортстан ва Татарстанны духын біркім алғаны жоқ. Ол бармы, жоқмы, шында сөз тұра. Бар или жоқ? Когда вы говорите, что у вас хозяева москвичи, и вы боитесь чего-то, и идете от страха на войну Украины, это логически не вписывается вообще ни в какие рамки. Понимаете? Если вы боитесь вообще умирать, войны или там кого-то, зачем тогда идете? Зачем вы идете, получается, за Путина? Боитесь Путина? Или кого вы боитесь? Не говоря тех еще, которые приехали узбеки, таджики с Узбекистана и воюют на Украине. И оларға бук бармакен. С душком, понимаешь ли, они, блядь. Они же с душком, но зато у себя в независимом Узбекистане не могут сменить власть. Ну зато духы бар украинларны үтереге. Әллә койдан жаханнан тишегінен келіп, воюют за русских. Тупорылый народ, блядь. Я же говорю, я уже сомневаться начал в своих нациях, блядь. В своих нациях, блядь, сомневаться начал. Понимаете? Это не к добру, блядь. Сомнение не к добру, блядь. Комментарии. Что тут в комментариях пишут? Кто-то пишет, Грозный. Иншаллах, уйгуры получат независимость. Уйгур бауырларыбыздың басынан не өтпеді? Благодарим, что помните. Узбекский флаг и синее сердечко. Ужас какой. Никакой свободы даже у себя дома в тюрьме. Дай Аллах терпение уйгурам, чтобы Аллах услышал молитвы и дуа. Аминь. Білесізме, бұл дүнияға мен вообще просто в ахуе. Вот хорошо пришел телефон, хорошо появился Инстаграм, хорошо появился вот эта сеть вообще, интернет. А то бы как же они писали бы, представляю. Каждый день пишут, короче, письма. Этот посыльный возит письмо, она охуевает. Пишут так, нужно помочь уйгурам. А он сам сидит в Узбекистане. Нужно помочь уйгурам. Я пишу это письмо вам от того, что, блядь, нужно помочь уйгурам. И отправляет нахуй. Каждый день марка, печать отправляет. Нужно помочь за свободу башкортов. Да, печать отправляет. В Иран, бомбят Иран, отправляем.
Понимаете? Как было бы, представили, да? Если не было бы интернета вот этого, блядь. Понимаете? Вот вы чем занимаетесь? Написали, ой, блядь, все, меня ишем. Лайк поставили, ой, меня ишем, блядь. Хуйте там, блядь. Понимаете, нинди заманада яшибез, а? Рух qo'yasin, ruh, а? Kutingizni mana shular qisib chiqib, ruhingizni ko'rsatingiz. Zачем ваши SMS? Maskovni SMS bilan sindirib bo'lmay. Maskovni sigirgagina kerak, только, блядь, нахуй, borib o'zi bizga qo'l bilan bo'p o'tirib, нахуй, maskovlarni qaytarga kerak. Narsaga men sizni, блядь, зову уже 3 года, вы никак не шевельнетесь. Почему? Вот в чем ваш страх? Пишите в комментариях ваши страхи. Может, я вам психологическую помощь подведу, блядь, нахуй. Понимаете, блядь? Угадаю вашу, блядь, нервную систему внутреннюю, блядь. В чем же ваш страх, блядь? Почему вы боитесь Путина, блядь? Нетаньяху почему вы боитесь, нахуй? Почему топите за Иран? Шиитский, блядь, сунниты. Что-то я не могу понять, блядь. Почему, да почему? Ответ юг. Зато здесь вы пишете ответ. Uyg'urlardan ushul jashqa kelib bir jamon so'z uqpadim. O'ta yaxshi odamlar, Uyg'urlar Qirg'izistonda ko'p. Ну да, ko'p. Nimaga shu Qirg'iziston shunaqa chegarada yashayapti, ot qo'tog'i, блядь, yordam bermayapti, a? Ой, блядь, а почему qirg'izlar, a, блядь? А почему вы, кыргызы, не можете помочь, блядь, а? Urumchidan, блядь, barahlo svoyo nima, Qorasu bozorda sotar deylar, a? Qorasu bozordan, Urumchidan hamma dublonkalar kelib sotar deylar, блядь. Барахло продаете, блядь, оттуда. Почему продаете? А что не помогаете сейчас? Nima bo'ldi sizlarga? Где ваше братство? Да потому что у вас все президенты пидоры, блядь. Вы понаставили этих пидорасов. Как мы у нас Путин, блядь. У вас то же самое. Черт галимый у вас президенты. Поэтому вы не можете вякнуть. Помочь не можете. Понимаете? Помочь не можете. Вы чего боитесь? В маленьком запиздюченном нахуй Кыргызстане чего боитесь, блядь? Вам Америка ебанет или Китай ебанет? Чего вы боитесь, блядь? Или Китай, блядь, тапочками закидает вас, кыргызов? Чего вы боитесь? В чем проблема? За вами же 37 миллионов узбеков стоит и 27 миллионов казахов. Чего, көтейлерni көтәриләр? Mana 3 davlat Uyg'urga yordam beringlar. В чем проблема? Башкирт, татар, инда вообще в отсосе мы пока сосем, блядь, у Путина. Мы не можем. Физически не можем. Но я могу. Но у вас нет того плацдарма, которого вы уже открыли бы для войны. Почему вот в Иране шух, блядь, открылся плацдарм, воевать можно? Почему, блядь, в Израиле хуп, открылась, в Палестине открылась, война идет, война идет, блядь. Почему у вас не открывается эта война? Что, вам жалко, да, как Алиев сказал? Мне айзеров жалко в Палестину отправлять, блядь. Ох, блядь. Шииты, конечно, не поедут против Израиля, блядь. Потому что они шииты, конченые. И альхамдулилля, что в Азербайджан что-то прилетело. Еще больше надо было, чтобы прилететь, блядь. По хате, блядь, Ильхама Алиева надо ебануть, нахуй. По бункерам егошным, блядь. Будет нормально. И по Эрдогану тоже ебашить надо. Суки ебучих, нахуй. Сносить это всю дичь, нахуй, диктаторскую. Они тоже тихие диктаторы называются. Ебануть надо Эрдогана, Алиева, нахуй, Тукайку, нахуй, Мирзияева, хуя этого кыргызского, блядь, тоже ебануть надо. Эмомали Рахмона. В этот кыргызский пидорас, я не запоминаю этого гандона имя, всегда, блядь, забываю. Чмо, потому что забываю, блядь. Рахмона помню, потому что все-таки Рахмон Берды. Это как бы святое, так надо сказать, слово. Поэтому как-то его невозможно забыть. Еще что там, какие черти есть? А, Туркменистан тоже хуй. Отец хуем был и сын хуй. Вот эту всю дичь надо снести, это диктатура. Диктатура, вот эту всю ебучую диктатуру надо снести. Вот тогда радуйтесь за свои земли, а не за шиитские иранские земли. Радуйтесь за свои земли, блядь. O'shanga aytaman-da, men хует qilyapman, shunaqa лицемерие ощущаю видя эти эфиры. Блядь, я же в лицемерии живу, блядь. Вот эти все комментарии, все вот эти жизненные вот эти приоритеты людей, до такой степени тошнило, блядь. Это же все, это, знаете, вот
люди до такой степени озабочены своей жопой, чтобы ее не отъебали. И им не интересна земля, им не интересна их страна, им интересно чужие страны. Они любят за чужие страны болеть. Как болельщика. Оле, 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 блядь, нахуй. Болеют за чужую, нахуй, команду, блядь. Они, блядь, я не знаю, у себя, нахуй, але, ничего не сделали, блядь. Живут, блядь, как в нищете, блядь. Там, может, 1% у вас богатых, и то вот эти все, блядь, приехали узбеки в Роттердаме. Они же богатые, блядь, пальцы веером, нахуй. Не платят они за ифтар, блядь. Они богатые, нахуй, расходуются на ифтар, блядь. И вот, короче говоря, и вот это 1% вот этих людей богатых живет. А остальная часть, 99%, еле как перебиваются. Еле как. Башкортостан и Татарстанда то же самое. Не говоря другие регионы, там Бурятия, Саха и так далее. Там коньки отбросить можно от того, что ты там увидишь ты. Ничего не увидишь, потому что нищета. Ни газа, блядь, ни хуя нету. Газифицированной России газа нету у людей. Бывает такое тоже. Так, идем дальше. Так. Во. Кыргызстан. Чё про Кыргызстан? Ой, блин. О, вспомнишь, блядь, говно появится. Короче, этот президент Кыргызстана раздает ифтарлик, короче, там в Кыргызстане. Ну, понимаете, лицемерие никто не отменял. Лицемерие никто не отменял. Ты хоть там миллион раз можешь, как говорится, для народа мусульманином, а твои-то дела не мусульманские. Всех, которые против него, он посадил в Кыргызстане. После этого сені ифтарин кабул буладым. Я вот это не могу понять. И то, что там президент сам вышел, делает ифтар, это может быть 0.00000 таком, блядь, эквиваленте, может Аллах Та'алям примет его, так сказать, молитвы или косяки. То, что он для своего народа пару раз сделал ифтарлык. И все. И все. А вот гнобение своего народа, кыргызов и так далее, там 99%, 99999 издевательства. И это я просто пример привожу с кыргызами. Это в каждом есть. В каждом, блядь. И то, что там Башкортостан и Татарстанда где-то там вот провели ифтар, тут провели ифтар. Поймите одну вещь. Пока ты не независимый, даже вот в зависимом ты, как говорится, заточен в тюрьмах, эта система, ну, так сказать, должна исчезнуть. Эта система не должна жить вообще ни один день. Потому что сизнен бүтін қылған ғұмырлік ішлеріңіз дұрыс түгіл дәулетлерде ішлетіле. Дұрыс дәулетке ынтылырға керек. Дұрыс дәулетні хис кетірге керек хотя бы. Что дұрыс дәулетте сен 1000 мәртә уңған болырға можесың, понимаешь? 1000 мәртәбә сенің қылған қылмышларың келерге может недедір дәрәжеге. А қазіргі дәулетте сен просто материал используемый. Шүпсің, блядь. Шүп. Понимаете? Шунарға башқұрт пен татар аңларға тиіш. Что біз мында не просто ходим. На самом деле, если я вам скажу, грубо так, мы тоже здесь страдаем.
Сбежали с этих, как говорится, мест, этой Москвы, блядь, и так далее. Не просто так же. Потому что, блядь, мы не хотим жить там, блядь. Мы поняли это здесь. В течение этой ебучей войны. 4 года война идет, блядь. Где такое видно, блядь? Где вы в своей жизни бы увидели бы эту войну Башкортостан и Татарстан, если был бы независимым? Мы куда пошли бы воевать? Вот представьте, с кем мы воевали бы? Да ни с кем, блядь. Ни с кем не воевали бы, понимаете? А siz uruslarni kutuna kirib, molay bo'lib, una shuni ishlarini ishlaysiz. Uyalmış yana. Uyalmaysiz, sizda bit uyaluv degan narsa yo'q sizda. Вы же, как говорится, себя, получается, до такой степени опустили, и после этого вы говорите, что мы вот такой нация, блядь. Мы же башкиры, мы татары, да? Ну и что с этого? Да это вы чмо. Также и узбеки в таком же эквиваленте. Герои, узбеки там делают самсу, тут плов делают. Ну и что? Ишегизм толығы yok бит, как это Минниханов говорит. Кулығыздан кутағыш келмей бит. Власть не можете сменить, блядь. Если вы сменили бы власть вот вместе со мной, блядь, вот тогда можно было бы сказать, нихуя мы сделали. Мы сделали, а не вы. Мы сделали вместе. Вот это было бы да. Результат. А bizda narsa yorti urazani o'tdik. Мен за все время не увидел, чтобы независимость Башкортостана и Татарстана сдвинулась с какой-то точки. Ничего не сдвинулось. Никто за все время, вот за эти года не предложил, давайте там организуем оружие, плацдарм и так далее. Где это все? Где для башкортов и татаров движение против Москвы? Где мы должны воевать? Как мы должны воевать, блядь? А? Сәнәк тутып шығырға, что ли, бізге? Или нәрсә белән шығырғасың? Шунага, дуслар, бездә бик провал, бик зур провал, бездә нык зур провал, который дает о том, что мы опущенные. Мы опущенные. Понимаете? Вот как в русских тюрьмах опускают ниже плинтуса, в очко головой, так сказать. Вот это мы. Вы сейчас и в очко, и жопой, везде, вы сейчас в дерьме полностью. И вы этого не можете осознать. И вы, я не знаю, как вы живете в такой, в чмошном положении годами. Это осознание, конечно, мне тоже поздно пришло. Может, оно и приходило мне, но не до такой степени, что я мог бы это высказывать. Там внутри, конечно, я высказался давно, меня уже башку оторвали бы. Ну, по крайней мере, мне это дошло. Дошло, и вот это доходит до сих пор теперь. Что мы живем, блядь, в заточении на своих же землях. Мы захвачены, получается, на своих же землях этой ебучей московитской хунтой, блядь. И вы ни хрена не хотите против них встать. Почему башкир белән татарга biz izlarga tiyishбыз аны рухын? Кая икән аларның рухы дип biz izlab йөрергә тиешбез. Сезнең рухны biz кайдан табарга тиешбез, если сез аны үзегез, как говорится, ниже плинтуса засунули? Без кайдан сезгә мы должны найти ваше очковое мужество, а? Качан biz sizni nishik, блядь, кишигә әйләндерергә уйлыйбыз, а? Mana men 3 yil tirisham kishigә әйләндерергә sizni. Siz meni теге хайванга чыгарасыз. А үзегез хайванлар дөньясында яшисез. Думая, что siz неиспользованные гондоны. Siz бит уже эшләтелеп, йыртылган, ямалган теге гондонны, ямаганлар, шундый siz бит инде үзегездә. Оригинале шундыйсыз бит. Үзбәге дә шундый юк. Все вы это использованные гондоны, которых нужно, как говорится, так сказать, латекс этот ебучий уже менять. Нельзя его скачивать постоянно. Скотч уже не помогает. Набух, понимаете? Набух. Надо вытаскивать, менять, как говорится, латекс. Поймите это, вы не можете понять этого. Это саркастично, конечно, сказано, блядь. Унизительно.
Ну, я не знаю, даже эти унижения вам похуй. До такой степени глубоко хапнули вы, блядь, сука. Шығарыңыз желудогыңыздан кутакларына. Желудокка кірген бит ауыздан, и күттен еще, и икisi бәйленген былай. У вас в желудке, прикиньте, ике кутак бәйленген. Только кемні кутағы, непонятно. Шығарға керек олар, ну вот как вытащить? Придется резать вам, блядь, живот нахуй. Оперировать нахуй, чтобы вытащить 2 члена нахуй из жопы и из рта у вас. Чтобы вы начали дышать хотя бы и говорить, что-то делать надо же, епта. Идь нахуй. Вот, итак, вот самое интересное, да, вот на днях я это тоже говорил, слышал, вот Мел Гибсон против вышел всего, и получается его хотят уже уничтожить. Даже какие-то крестоносцы вышли против эпштейнских дел и против Трампа. Примерно я так понимаю. Если его фото, значит понятно. Вот. Чувак осознал это. Взрослый аксакал, так сказать, мужик, взрослый актер осознал это. Понимаете, а у нас нет просыпания. Американец проснулся. Почитаем. Что он говорит? Внесен в черный список Голливуда. В архивах Эпштейна не обнаружен. Ох, блин. Альхамдулилля. И получается, он не обнаружен в архивах, значит, правильный американец. Прикиньте, блядь. Не как наши все конченые. У нас же все эпштейнщики. В Башкортостане, в Татарстане, везде эпштейнщики, блин. Все где-то что-то делали. Дорогие мои, Христос посреди нас. Елизавета какая-то. А что говорить о политиках? Вся элита конченые извращенцы, и в России тоже. Мел Гибсон обвинил телеведущую и актрису Эллен Дедженерес в каннибализме и заявил, что она должна быть приговорена к смертной казни за тусовки на острове Эпштейна, как и Леонардо Ди Каприо. Американский актер и режиссер заявил, что он вместе со своей командой изучил 3,5 миллиона страниц файла Эпштейна, документов Минюсти США и выяснил, Дедженерес – ключевая фигура в самом темном кругу Голливуда. Киши ошағандар, балалар ошағандар, аузыңа тышим, блядь, дожили, а? Как будто ит біткен дүнияда, а? Киши итінде ошарға уже келген ностальгия у них, наверное, вот по своей дикой природе в древности они жрали, наверное, друг друга, вот эти, блядь, эти людоеды долбанные. Вот они вспомнили это, наверное, шайтаны. Мол, она так же, как и Ди Каприо, поедала людей, участвовала во всех непотребствах с украденными детьми. Гибсон уверяет, Голливуд кишит педофилами и каннибалами, поэтому нужно устроить массовые чистки. Ужас. Его поддержал конгрессмен Тим Берчет, который заявил, что штатам пора всерьез заняться уборкой мусора и положить этой эпидемии конец. Я полностью согласен с Мелом и поддерживаю его. Я тоже согласен, блядь, адекватный кишебор, экен Америка, да. Аллаха шукер. И вот сейчас, по милости, всегда с трепетом относилась к фильму «Страсти Христовы», который снял режиссер Мел Гибсон. Эта картина тронула сердца миллионов людей, показав всю глубину жертвы Спасителя. Кстати, надо посмотреть. Если кто смотрел, поделитесь в комментариях. И вот сейчас, по милости Божией, открывается удивительная возможность. Мы начинаем работу над совместным духовным проектом с Мелом Гибсоном. Это будет православный фильм, глубокий, сердечно обращенный к душе каждого человека. О чем он? О самом главном, о грехах наших смертных и покаянии. О том, как душа проходит путь очищения, как через слезы и боль приходит к свету, как Господь принимает каждого кающего грешника со своими объятиями. Мы хотим показать людям, что нет такого греха, который бы не покрыла любовь Божия. Нет такой глубины падения, откуда нельзя было бы подняться с помощью покаяния. Дорогие мои, молитесь о нас. Это большое ответственное дело, чтобы через экран мы могли говорить с людьми о самом сокровенном, о спасении души. Скоро начнутся съемки, буду держать вас в курсе. А пока прошу вас святых молитв. С любовью о Господе и надеждой вашего участия, монахиня Ефросиния. Ну давайте, бисмилля, сделаем репост. Пусть увидят, как говорится, в инстаграме мои тоже подписчики. Пусть продвигается тема. Аллах Та'алямнан. Пусть они говорят Божие, конечно, но все равно без интерпретируем самую истину. Аллах Та'алямны без барыбер бер кимгә дә алмаштырмыйбыз. Шунларга Аллах Та'алямны юлында дип, как говорится, шулай игътибар каратыйк шунларга. Так, вот. Дальше вот просто. Голод не лишает человека веры, напротив, он приближает к Богу. Ну вот, как обычно.
Давайте посмотрим ролик, о чем тут говорится. Это фашисты кидают буханку. Это, наверное, про тех с Узбекистана. Вот в то время люди служили, но служили, конечно, тоже Сталину. Но не такой степени бестолочи были наши предки узбеки. Где вот это воспитание узбеков? Куда вы проебали его? Ақша артынан қуып, pul orqasidan yurib, o'zlarini qalblarini amiga kirgizib yubordilar. Nimaga u shunaqa bo'lyapti? Понимаете? А сейчас нет. Сейчас мне надо платить, блядь, за ифтар свой. Понимаете? Otib tashlayman deyapti. Мне бабушки рассказывали, как дедушка мне рассказывал, что они делили хлеб, кусок буханки на 7, одну полосочку. Сейчас закончится. Мы должны найти вот таких узбеков, найти таких башкиртов, татар на этой земле. Вот только тогда мы сможем уничтожить это сионизм, москва-ебанизм. Вот это все мы только тогда сможем это зачистить. Вот такие нужны люди нам. Вот такие. И вот бабушка рассказывала, вот представьте, это целый хлеб. Ну, буханканы кискаш нашла. И мы нашла икеге бульганлар, да. И мана жиды кисакке бульганлар. 7. И потом кидали, говорит, сюда под язык кидали, как на свай вы кидаете. Они кидали сюда и сосали. Сосали этот хлеб. Кому-то, наверное, попадалось коржик, дольше питалось. Кому-то края попадались, а кому-то мякоть быстро заканчивалась, наверное. Вот так они, чтобы не сдохнуть, кушали хлеб. Вот так они делили хлеб. Понимаете? А мы сейчас охуенно живем, блядь. Платим везде, блядь, нахуй, даже на званый ифтар, блядь, сами. Какой нахуй помочь, блядь? Даже по работе не могут помочь, блядь. Вот я здесь 4 месяца, но зато в Роттердаме целая куча узбеков, таджиков, блядь. Но я без работы, блядь. Потому что я узбек, башкирт, татар. Почему-то вот у меня вот, наверное, нужен такой же метис, который мне поможет. Вот из моей крови, вот 3 крови моих, вот такой метис должен помочь. Потому что узбеку я не узбек, татару я не татар, башкирту я не башкирт. Вот нужен мне такой метис, который, наверное, меня позовет на работу. А другие не могут позвать. Потому что у них в глубине, наверное, какой-то кюралмаган, нацизм внутри, может, у них. Я не знаю, что. Или все-таки жадность денег, блядь. Глаза замылила им, блядь. Не знаю, они хотят сами, блядь, зарабатывать постоянно по 150. Не хотят делиться. Я вот это не могу понять, блядь. Я перестал искать работу. Я уже понял одну вещь. Ебал я в рот унижаться нахуй. Ни перед кем, блядь. Аллах Та'аля насып кылган болса шул болар. Не буду просить ни у кого ничего, блядь. Даст вот здесь возможность поработать, буду работать. Не даст, уеду в другую страну. Вот и все. Но скажу одно. Аллах сокласын андай земляклардан нахуй. Лучше не попадаться под их контроль или под их работу. Вот и все. Утагам куйганман.
Написано в комментарии: нас испытывает голодом, а наше потомство будет испытано сытостью. Голод лишает человека веры, а наоборот, приближает к Богу. А сытость лишает веры, заставляет забыть Бога. И именно это бывает самым трудным испытанием, говорили наши предки. Прежде чем выбрасывать хлеб, задумайтесь. Да нет, даже не в хлебе дело тут. Вот именно деньги. Деньги вот этих же вот предков, так сказать. Ваши предки вот так делили хлеб. Узбеки, вот мои предки делили. Ваши, не знаю, ваши что делали. Мои делили так. Но вы не такие стали. Вы не можете поделиться даже работой, блядь. Не то что хлебом, блядь. Работой не можете поделиться. До такой степени нахуй у вас сердца стали каменные, блядь. Что у нас, не может, блядь, с вами можно, как можно с вами идти на Москву, блядь? Да вы, суки, продадитесь на месте, сзади нож засунете, гондоны. Вы же убьете нас на месте там же, блядь. Дебилы, блядь, с вами нельзя воевать идти, блядь. Конченые. Вас сперва мочить надо, вас мочить надо. И узбеков, и башкиртов, и татар, которые сейчас ведут себя, блядь, вот за вот этот мир, блядь. Даже не говорю за Путина, блядь. А за этот мир вы усретесь, нахуй. Кутыгызны готовы дать, блядь. Понимаете? А то, что там вам помочь, или что-то в этом роде, нахуй, вам надо помочь, блядь. А вот когда, блядь, вас зовешь, блядь, идемте против Москвы, нихуя, блядь. Нихуя вас нету, блядь. Ну вы зато, блядь, и Израиле можете работать, и там можете работать. Ну а чё, я же просто работник, я же ни при чем. Ну я потом ляпнул, вот как этот таджик самаркандский, каламушлар. Каламушлар нахуй. Вот теперь сейчас в Израиле будешь сидеть с этими каламушами сам. Каламуши. Вот вам каламуши, понимаете? Поэтому, когда вы конкретно вот ведете, так сказать, борьбу, оказывается, за независимость Башкортостана, Татарстана, и тут еще, блин, задеваешь Узбекистан, я понимаю одну вещь, блядь. Людям это не надо. Людям, оказывается, моя хату с краю, вот это главнее. Для них главное, ты не тронул его. Не за день, пройди. Пройдет пусть война через этот махалю, но не за день их. Не за день, потому что они не при делах. Они будут сидеть дома, тихо, может даже в погребе, хуи сосать у кого-нибудь. Но зато не трогай их, не зови. Не зови, потому что этим, блядь, людям не нужна война. Но они будут топить за Иран, блядь, за Палестину, за всех топят, но у себя навести порядок не могут. Очко Джим-Джим, потому что. Сори. Вроде, блядь, дверь только закрыл, опять открыли. Заебали этой двери открывать. Сука. Холодно стало, блядь. У нас похолодало, прикиньте, на днях говорил же я вам, жара. А у нас резко похолодало. Ебанутая погода здесь, блядь. Ой, так. Идем дальше. Ну вот, Palestine Children. Забрали пацана, поймали в Палестине. И сейчас там, наверное, 1 миллион комментариев. А толку-то? Все. Здесь на английском. Palestine children are being detained. Ну, давайте переведем, что говорится. О, на арабском тоже. Переведем, давайте перевод. Тут же есть. Палестинских детей ежедневно задерживают рейс, который документально задокументировано десятилетиями. Правозащитные организации и учреждения ООН неоднократно выражали озабоченность по поводу содержания под стражей несовершеннолетних на оккупированных палестинских территориях. По данным ООН, некоторые палестинские дети содержатся без формальных обвинений, а другие обрабатываются через военные системы задержания. Правозащитники говорят, что многие задержания происходят во время военных рейдов, часто оставляя семьи с страхом и неопределенностью. Для многих палестинских семей это стало частью более широкой реальности жизни в условиях оккупации, где здесь сформируется контрольно-пропускным пунктом, рейдами и задержанием. Все. А это то, что ООН говорит, это хуйня же. ООН вообще, что это такое? Это хуйня, а не организация, блядь. Понимаете? Поэтому, когда ООН говорят, я уже не верю. Вот, ООН, блядь, нахуй. Я здесь 4 года, нахуй. И что мне, ни документов, ни хуя, блядь.
4 года здесь живу, блядь. ООН, блядь, нахуй. Хуён, блядь. От которых толка нету, блядь. ООН это организация дерьма, блядь, которую они создали. Вот и все. У них нету, блядь, каких-то войсковых, блядь, движений, блядь, которые бы пошли бы, пресекли бы любое движение. Им похуй. Им похуй. Они боятся также сионистов. Они также боятся, блядь, этих людей. Поэтому я удивляюсь моим, блин, землякам, моим, так сказать, соседним землякам, чего мы ждем? Чего мы вот в Башкортостане, Татарстане, в Узбекистане, в Казахстане, вы что ждете? Вы что ждете? Вот Чечня, Дагестан, вы что ждете? Когда, чтобы этот сионизм переебал всех нас? Вы этого ждете? Что ждете, я не могу понять. Заставили, блядь, нахуй, узбеков, казахов, блядь, по миллиарду дать, нахуй, чтобы построить Палестину. Ебанутые люди. И, сука, жрать нечего, нахуй, в Узбекистане, блядь. Жрать нечего в этих азиатских странах, блядь. Они зато хотят Палестину построить. Трамп потому что сказал. Вот попросил Трамп, мы вот решили отстегнуть, нахуй. Ты спросил, нет у народа, блядь, у кого ты берешь бабло, блядь, отдавать Палестине, блядь. Я хуею вот этого, блядь. Сейчас Иран разъебут, скажут, да, за Иран тоже оплатите. Потом завтра за Украину скажут еще. За Украину тоже оплатите, пожалуйста. Вот мы разъебали, оплатите. А, Путин разъебал, вы оплачиваете. Приедут узбеки, будут оплачивать. Еще строить, подметать еще будут добавок, блядь. Жопу целовать. Захватчикам. Мана шунды до неда яшибес. Почему, блядь, собраться нам всем, блядь, и объявить войну всем, блядь? В чем, блядь, проблема ваша? Жить хотите, да? Жить, да, хотите? Денег хотите, да, ведь, блядь? Денег, жить, блядь. Даңғылама үйлер, 3 этажды коттеджлар. Ой, блядь, soyni bo'yida, amlarni sikib, amlarni og'ziga berib, hayot mazza, блядь. Вот примерно вот такую жизнь вы хотите. Вот эта жизнь для вас. Вам не нужно, блядь, рай там с обещанными, как говорится, нам благами. Вам джаханнам. Вам благо, в джаханнаме будет лучше. Здесь пока вы кайфуйте и готовьте к джаханнаму. Вот и все. И будете в джаханнаме. И это будет нормально. Зато здесь покайфуете лет 70, там, до 100, пока хуй будет стоять у вас. И все, потом кайф закончится. И потом вы будете в джаханнаме, как говорится, кайфовать. Кайфовать хочу, кайфовать. Вот там будете кайфовать. Другого варианта нет у вас. Потому что живете лицемерно. Лицемерно живете. Вас буди, не буди, блядь. Вы пока, как говорится, не кончите с собой. Я же не зря вот этот комментарий мне понравился, я говорю, видосик. Мы должны уйти. Теперь я полагаюсь к этому, блядь. Мы должны уйти, потом, чтобы образовалось нормальное поколение. А вот это наше пидорастическое поколение, трусливое, блядь, должно уйти из земли. Потом может смениться власть в Башкортостане и в Татарстане. Мы должны уйти. Трусы. Видосик дальше. Ну, не знаю, сейчас почитаем. В одном из общежитий в Узбекистане студенты из Индии устроили яркое празднование традиционного праздника Холи. Молодые люди осыпали друг друга цветными красками и весело отмечали этот день вместе с друзьями. Видео с праздника быстро разошлось в социальных сетях. Пользователи отмечают атмосферу дружбы и культурного обмена между студентами разных стран. Я не могу понять. Oltinchi son talabalar turar joyi в общежитии Узбекистана. Индусларга хотабамы. Ну да, вы же и китайцы пустили, сейчас и индусы к вам летят. А, ну да, в России что-то им не понравилось, холодно, в Узбекистане тепло, нормально. И мы туда обосрем сейчас. В туалетах будем жрать плов, короче, блядь, на очки сидеть будем жрать плов, блядь. Там будем срать, нахуй, тут. Потом все реки обосрем, нахуй, в Узбекистане. Все, везде бутылки будут, нахуй, мусор будет, нахуй. Ой, кино, блядь. Кто-то пишет, господи, это их национальный праздник, и это же праздник, дети радуются, танцуют, улыбаются, никому ничего не делают, я рада за них, в мире и так много говна, так будьте добрее к другим, радуйтесь с ними, и будьте такими же, уважать друг друга и обычаи других. Блядь. А это кто рамит, блядь? Вот я же говорю, блядь, вы любите обожать Наврузы, чужой праздник, откуда огнепоклонники нам вписали, блядь, с детства нам заставляли отмечать его. Потом всякая вот эта дичь, нахуй, 8 марта, всякие вот это 23 февраля, вот это, и радуйтесь, понимаешь ли. Нахуя нам, узбекам, башкортам, татарам эти праздники, а? Кут собирай керек мы без а?
Men ongnamen mana shunday, блядь, shunday тупизмно, блядь. И еще кто-то пишет, с праздником пусть будет мир во всех странах. Праздник, праздник, нахуя, блядь? Пусть себе едут домой на этих праздниках и отмечают дома. Нахуя нам они нужны, блядь? Men bit aytib turam. O'zbeklarda неправильная система логики вообще, блядь. Своим они злы, могут наебать, на ифтар не заплатить даже. А вот чужим они открыты. Они всем открыты. Чужие могут кайфовать у них. Чуть ли нахуй узбекам в рот не дают там они. Китайцы особенно, блядь. А вот вякнуть против вы не можете, блядь. Но против меня подобных можете. Даже меня разъебать можете, блядь. Но против других не можете. В чем проблема? В чем проблема? За Иран топите, за Израиль топите на нас. В Израиле работаете, блядь, нахуй. Ну, попробуйте против них что-то сделать. Взорвите, идите что-нибудь там. Кто-то пишет, Братула мол so'yish kerak edi o'sha yerda. Qaytib nishonlamasdi bular bu bayramini. Вот одна тёлка написала конкретно, бля. Вот это мужик написала. Ни один мужик не написал, но это баба написала. И 99 лайков, блин. To'g'ri, molni so'yish kerak edi o'sha yerda. Bismillahirrohmanirrohim deb turib, shottirib so'yib yuborish kerak edi qonlarini chachratib ona hayvonlarga. Надо было так сделать, блин. Ну я не буду. Ну, давайте врубим этот праздник, ё-моё. Ну хоть что там. Это гейский праздник, наверное, у них. Во, видите? И это все в Узбекистане. Вот теперь, политика Москвы вот теперь, убивает сельское хозяйство. теперь вопрос вам вспомнил. Недавно я видел ролик, ну не знаю, неделю назад может, как индусы забивают мусульманина своего же Индии, палкой херачат его, когда он читал намаз. Где-то там, на отшибе, на мусорке. Он хотел на улице прочитать намаз, отхуярили его. Представил я теперь узбеки, поехали туда, который Бабур построил там Тадж-Махал, поехали туда молиться. И представляю, как отхуярили узбека, мусульманина, который хотел сделать там, ибо там намаз прочитать, отхуярили. Ну как вам такая тема? Звучит? Звучит вам, блядь, открыть мозги, блядь? Или не звучит до сих пор? Саха. Ну-ка, в Саха что происходит? Колониальная политика Москвы убивает сельское хозяйство в Саха. Местные жители видят жуткую картину. Если так дальше будет, то сельское хозяйство мы потеряем, и люди в деревнях не будут жить. Что с нами будет, Сахалар? Для нас, Саха, наша сила – это деревня, наша земля и наше хозяйство. Все здесь. Или нас всех хотят загнать в город под кредиты, ипотеки на 20-30 лет, и потом, даже если захотят возродить сельское хозяйство, то на это место уже придут трудолюбивые иностранцы, и никто не посмотрит, что это земля наших прадедов. Вся эта земля федеральная, и если мы на ней не работаем, у нас все заберут. Другие люди придут и будут здесь работать. Видели, кто учится на сельхозников? Среднее образование, высшее, одни иностранцы. Они знают, что мы, Саха, уже заканчиваемся, что мы слабые. Колониальная политика Москвы убивает сельское Ну, как хозяйство вам? в Саха. Местные жители видят жуткую картину. Ну как вам? Я в своих эфирах об этом почти вам и говорил. Boshqirdiston bilan Tataristonga jir kerak. Men sizga ko'zingizni allancha efirlarimda aytdim. Прям meni so'zlarimni bu so'ladi. Men sizga 100 aytdim shuni. Bizga jir kerak, bizga Кутаккада гора не нужна, как Алсынов за горой топит, он постоянно говорили. Bizga не нужны горы, кушта, мушта, bizga kerak, bizga jir kerak, tuvanlar. Блять, u yanaga jir kerak, butun jirni olirga kerak, Shilabi, butun Yekaterinburg, butun jirni ustga xatli olirga kerak. Bizga suv kerak, jir kerak, blять. Понимаете, mana ulug' kishi sizga anglata. Boshqa millat, Saha. У них та же проблема. Поэтому kerak bo'lsa Sahaga da biz yordam beramiz. Понимаете, вот в крайнем случае вот это 37 миллионов узбеков загоним туда.
Кого-нибудь туда отправим, лишь бы Китай туда не пришел. Пусть узбеки размножаются там, переебутся там, сахалар, блин, там живут, блядь. Если они хотят странствовать по всему миру. Кутин кысыбутырал малакаш, үзіні давлятында. Вот привезем узбеков туда. Принудительно привезем узбеков. Пусть ебутся там, блядь, в Сахе, блядь. Живут там, блядь. Если не могут они нахуй у себя дома сидеть, на жопе ровно, блядь, и шароебится по Москве, блядь, подметает улицы, пусть пиздуют в Саху. Вот туда отправим. Улыбет аларикен сахалар. Вот размножать поедете туда. Размножители. Как говорится, быки-размножители будете. Спермодойки вы будете. Всем, блядь, саханским кызларны сыгып, чыгарагзаннан узбек. Пусть там будет тоже лямов 50 нахуй узбеков, переебанные сахой. Нормально будет. Башкир татарлар да не помешает барып келерге. Казаклар да тоже могут там ассимилировать свое, как говорится, общество. Так что вот шулай. Главное, онда Китай кирмаске тиеш, дуслар, Китай. Китай кирмаске тиеш. В Бурятии то же самое, я думаю. В Бурятии то же самое. Давайте вот почитаем, что тут. Саха уже заканчивается, в деревнях кричат о бедствии сельскохозяйства. Простой Саха видит, как к упадку идет сельскохозяйство в республике, ключевой ресурс всего народа Саха. И простой тут нет. Но уже понятно, что дальше так продолжать нельзя. Но мен sizga bitingda aytdim. Ufaga gana uy qurg'oq tugul dedim bitin men senga. Senga deyam, sizga. Этот Башкортостан или Татарстанны bütün жерлерine построить вот такие таунхаусы. Я важно маленькие роликами снимаю, вот здесь какие дома, уебищные такие, ну таунхаусы. Вот такие нужно будет построить, не таунхаусы, вот отдельные аул үйлері ясарға и жер береге, 30 соток, 50 соток жер береге халыққа. Bütün үсі халық ауылда яшарға тиіш. Har birine mal tutturuğa, mal kuy tutsunlar. Şunda sütü bola, mayı bola, iti bola, bütün öbürü üzünüke bola. Onda ferma kuruğa, mektep, бақшалар bütün жерге ашырға. Mana şunu işlerге керек. До конца вот этого нашего пространства это нужно развить. Bütün İdil Уралға, bütün Тюменге, bütün Саха, Бурятия, все поголовно. Тут Кавказ. То же самое. Вот это все нужно будет нам взять в свои руки. Строить дома за Уфой. Уфа не должна быть постоянной столицей. Я как это тоже вам добавлю, напоминание, что каждую столицу мы будем менять. Салават Баларга может, Башка район Баларга может, Манашлай будем менять и там строить города. А за этими городами будет деревни, огромные деревни. У нас пустых земель до хера и больше. Будем строить людям одноэтажные, двухэтажные дома. Не надо там нахрен 10 миллионов этажей строить и зажимать людей. Нахрена? Пусть расширенно живут. Ну что, Дунёга Бармарта так будете 2 метра под землей жить в узкости, так сказать, всю жизнь потом. Лучше пожить здесь в широкую ногу. Вот кто-то написал сразу. Республика Башкортостан тоже так. Мустафин какой-то, Айбулат написал. О, вранье кто-то пишет. Джонсон, вам виднее. Я напишу ему. Кутагом напишу я ему. Кутагом, рот закрой. Так, рот закрой. Вот так я ему напишу. Ну, иногда вот такие комментарии я пишу им, блядь, тоже. Потому что бесит меня вот такие люди. Боже, храни деген. Вот так вот и это везде. Во всех СНГ странах, включая саму Россию. Все идет по плану. Вроде бы в Узбекистане то же самое говорили. Dehqonlarni hamma yerlarini olib bir bola qilishyapti, kitayslarga beryapti deydi. Men eshitdim qayerdadir. У вас то же самое происходит. Китайцы у вас работают, а вы хуи сосете на других государствах. Едете вон разъебывать Роттердам, блядь. Казахстан также кто-то пишет. Сауле написала. Казахстан также. Казахстан такой же, значит. Все в жопе. Одно же. То, что в России происходит, у вас переписывается копия, как будто, блядь. Вот вам дают московскую доктрину, выходит эта доктрина от Путина. Все, ушла она нахуй. До Афганистана эта доктрина работает у вас. Понимаете, вот как вы живете. Шо, диктатурские доктрины вам не надоело, а? Я даже и не зная об этом, просто я вам говорю, вот так оно и есть. Потому что рука Москвы, она может дотянуться до пизды. Любой пизды.
И, как говорится, чуть-чуть нахуй потеребить, как говорится, ваш клитор. Я в шоке, что творится в этой стране, что творится в этом мире. Заткнитесь, либералы. По каким критериям вы определили, что они либералы? В США вообще индейцев в резервации загнали. Все земли отобрали и сами в резервацию, а там перебили всех. Саху тоже, наверное, резервацию хотят загнать. Башкир татар надо, всех чеченцев тоже резервацию надо загнать. Ну, загоняли уже, конечно, блин, в Казахстан всех. Вы тоже какие-то резервированные люди были уже в свое время. И чё? Наверное, вот эта история вас не учит быть отдельными. Вас учат, наверное, да? Индейцлар бит инде, вообще сеге битиргенлер бит инде. Англичанлар, вот эти все, европейцы. Какая бредятина, зачем это вранье распространять? Опять этот хуй пишет. Тот же. Казахстан уже испытали такие трудности. Ася, молодежь в городе, селе почти пожилые остались. Сейчас, можно сказать, все в кредитах. Ну да? Про Казахстан мы еще когда я в России жил, знаю, что Казахстану выделили огромные кредиты. Бери! И все. Особенно тот банк, который зеленый какой-то банк, если у вас какой-то американский, получается, с Америки притащил деньги, этот банкир, и вам выдал. Взял он в Америке, короче, допустим, по 5%, а вам дал по 10 или по 20. И все, бабки делает. Купил он, получается, деньги в Америке. Эти деньги притащил вам. И все. И вам отдает. Чистят место для индусов. Что же непонятного Пыня приказал, сделал о перенаселении индусов? О перенаселении индусов. Ну, вообще круто. Китайцы, индусы везде. Вот сейчас вот эта вся хуйня повылазит. Ну, круто, а что? Ничего не могу сказать. Свой Дубай Центральной Азии. В Узбекистане строит мегаполис Новый Ташкент. К востоку от столицы реализуется проект нового города, который должен стать одним из крупнейших в регионе. Ну вот что я вам говорю, блин. Видите, вот узбеки, порой я просто фигею. Ошарга юг, но зато они вот это должны построить. На кой черт? Потому что туда эти яхуды приехали. Чтобы яхуды там жили у вас, или китайцы, кто у вас там будет жить? Мегапроект будут строить, оказывается. Миллионы денег будут потратить, триллионы туда засунут. Вот почитаем. Свой Дубай Центральной Азии. В Узбекистане строит мегаполис Новый Ташкент. К востоку от столицы реализуется проект нового города, который должен стать одним из крупнейших в регионе. По плану к 2045 году здесь смогут проживать до 2,5 миллиона человек. Около 25% территории отведут под парки, набережные и зеленые зоны. Проект позиционируется как современный и технологичный мегаполис. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций может составить около 150 миллиардов долларов, что делает Новый Ташкент одним из самых масштабных проектов в истории страны. И я представляю. Прикиньте, сегодня как раз разговор был. Один, как говорится, чувак мне говорит, вот, может, говорит, в Узбекистан поедем. Мы, говорит, поедем в Узбекистан и жить будем. Да, узбеки съебались в Роттердам, но он хочет в Узбекистан, блядь. Я в ахуе, блядь. И вот в этот мегаполис, вот когда достроится, можно, наверное, поехать. И самое интересное, блядь, газа нет, света нет, блядь. Представили, да? Мегаполис построили, там 20-30 этажей. И сиди, кури бамбук, нахуй. Газ юганда, блядь. Свет-то сюня, блядь. Вот я ша Узбекистанда, блядь. Рахат до нее, блядь. И нахуй им мегаполис этот нужен, блядь, в Узбекистане. Я же говорю, блядь. Али, сука, блядь, штанан, блядь, юа бельмагенлер, нахуй. Хотят, блядь, носом не доросли, хотят, блядь, на луну выйти, блядь. Ёба дались люди, блядь, нахуй. Сука, блядь. Утыз жида миллионна башта ашатып туйдыр, потом строй. Строй потом. Mana shu proyektga ketayotgan oqshani, блядь, нахуй. Kishiga torat. Puling bo'lsa torat kishiga. Они сами знают, как построить дом. У меня узбеки все рукастые. Они не долбоебы, они могут Самарканд, Бухару строили как-то, да? Они умеют что-то строить, дома строят. Вон здесь все строители невебенные. И построят они себе, блядь, коттеджики, мотеджики. Нахуя им под Ташкент приезжать? Человек, может, в Андижане живет. Нахуя ему нужен проект в Ташкенте? 2,5 миллиона. Кого туда хотят заселить, блядь?
Получается, избранные, получается, только там будут жить. 37 миллионов сосать будут, а 2,5 миллиона только туда могут влезть. А другие что? Странные, блядь, движения у людей, блядь. Давайте комментарии почитаем. А канализации у нас в Махалле когда проведут? И туалет детям. Я что вам говорю, блядь, вот они сами пишут, я не придумываю. А туалет детям внутри школы, еще бы асфальт положили, потом уже и Дубай строить можно. Лайк поставлю обязательно, 207 лайк я, 207 лайков. И ответ пошло. Давайте почитаем. Я же люблю изгаляться, нахуй, блядь. Вот я обожаю вот такие пидорастические посты и пидорастические комментарии порой. Классно писал кто-то. Вот взял всю иллюзию, испортил. Понимаете, блядь, кайфуют они же, блядь, кайфуют сами даже. Ну, в Дубае и Эмиратах тоже так же. В городе Дубай, а за городом Дели. Ну да, недавно, кстати, видос же тоже видел, блядь, про Дубай. Эти узкожопые же сами кто-то снимал, блядь. Короче, Дубай, а рядом, блядь, не Дубай. Там Дубай, а там не Дубай, Дубай, блядь. Короче, там этажки красиво, и хуя выходишь, говорит, там мусорка, ебать, там, говорит, сука, срач, блядь, нахуй. Там как в Индии, блядь. Такой хуйня, блядь. И вопрос задается, эта женщина снимает. Вот мы живем здесь, я вышла за араба. А, это еще другое видео. Это тот другой был, это другой. Вышла, говорит, за араба. А, это же Варламов снимал еще, блядь. Варламов тоже снимал, посмотрите. И потом, а другая женщина еще снимала. Говорит, я вышла за араба и живу где-то там в пригороде Дубая. Двухэтажный, трехэтажный коттедж. А за ним сразу мусор. Просто мусорка мына. Ауылда бізде мусоркалар былай, ферма жағында теге. Бук туда-сюда. А мында вот прям онда, блядь. В Махалле мусорка. Идешь, бах, мусорка, блядь. Потом опять дома начинаются. Вот вам, блядь, арабские страны. Я хуею, блядь. Эй, там мында везде срут они, блядь. Они же тут тоже срут. Я думаю, что они такие грязнули, блядь. Теперь дошло, блядь. Ой, блядь. Там Махалля внутри города. Но это для богатых иностранцев строят. А ты в кишлаке будешь жить. Это вам, узбекам, относится. Дай людям помечтать. Это другое. Живу я в Абу-Даби, так что мечтайте о Дубае дальше. Надо всем выйти и сказать, это все президенту про всего лимит, то, что зарплата не совпадает ценам. Шавкят какой-то пишет. Нахуя нужна показуха? Иван отвечает. А зачем он нам нужен, этот новый Ташкент? Людям дайте зарплаты, о которых вы пишете. Помогите детям больным. Новый Ташкент строить, будто других проблем нету. А я понял, мистерге, даже сидя здесь, расскажу про Узбекистан, в каком он состоянии. Поэтому я и херею над узбеками, которые возгордились, приехав в Роттердам. Там он ишке сүйгенлер, блядь, все, я не я, и хата не моя, нахуй, блядь. А там, блядь, живут у разбитого корыта, блядь. Да, конь не мой, блядь, но в жопе хуй коня, блядь, чей-то, блядь. Очко порвано, блядь. Нет, 100%. Блин, Нет, у меня уже тема такая бешеная, потому что тут мат не фильтруется, блядь. По хую мороз. Надо фильтровать, блядь. А зачем он нам нужен? Да, читал, да? Людям дайте зарплату. А, так, читал. А в Новом Ташкенте откроются новые бизнесы. А в Новом Ташкенте откроются новые бизнесы, предприятия. Соответственно, рабочие места вам зарплаты из воздуха, что ли, платить будут. Ой, блядь, Хаким Хартов какой-то пишет, блядь. Да и город хоть немного разгрузится от пробок и очередей. Блядь, я вам одну вещь скажу. Пример приведу. Вот новую Москву построили. Новая Москва, как будто мы думали, разгрузили. Пробки также остались. Ничего не изменилось. Никакой нет разницы. Поймите одну вещь. Давлятта иш был маганнан киген. Он была строить и та самая. Новый город будешь строить, вот как набережный. Новый город есть, старый город есть. Иш юк. Иш был маганнан киген. Ни по шагама, блядь, бу хуета киряк. Син кандангалама, квартирада яшайсама, башка классама. Нахуя это все? Вот я вам пример приведу еще. Помните, я не загружал, может, вы видели где-нибудь, натыкались. В Афганистане, оказывается, тоже этажки дома есть.
Я в шоке был. Где-то, я не знаю, в каком городе, ну, наверное, их главном городе, вот, как назывался, в Афганистане главный город, что-то, не помнишь? Блин, откуда? Там черт пишет, блядь, смотри. Короче, в Афганистане даже построили какие-то этажные дома. Город есть, люди живут. Купить можно туда-сюда, они какой-то черт рекламируют цены там. Я в ахуе. Смотри, А что где ты работать, пишешь, блядь? Colin, get the fuck out of here, bro. Да пусть пишут, так людей нету. Я же говорю, что-то с каналом произошло, людей нету. Конечно, есть это же. Вот, и прикиньте, в Афганистане, блядь, работы нету. Но этажные дома есть. Тут то же самое. Они построят эти дома, все круто будет, допустим, да, это звучит-то как и в Уфе. Везде, вот в Москве построили, я же говорю, если нет там работы, хули там строить и что-то делать. Алейкум салам. И всего лишь 2,5 миллиона еле как влезут туда. А где те 36 миллионов и там 35 миллионов куда делись? Они что, дальше будут бичевать по Узбекистану? Или все приедут в эти 2,5 миллиона и скажут, я тоже хочу жить здесь. Кто-то пишет, все Россия, Европа какой Дубай. Стройте заводы, фабрики и платите нормально. А цены как Дубай, а зарплаты как в Африке. Что это? Кабилов Гафур пишет. 81 года. Наверное. И смеется ниже него комментария. А ваши ВСВО там индусы у вас. А ваши ВСВО там индусы у вас. А Асель ему пишет, а ваши ВСВО там индусы у вас. Поняли смысл? Я понял. Короче говоря, индусы, получается, в Узбекистане танцуют, а узбеки на СВО, на Украине, мочат нахуй, блядь, кору, блядь. Пиздец, люди. Люди реально не понимают, что хорошая инфраструктура привлечет инвестиции туристов, поднимает экономику. Блядь. Люди не поймут. Блядь, чего они не идут спать? Голодный Заебали уже. сытого не поймет, блядь. Голодный сытого не поймет никогда, блядь. И сытый голодного тоже не поймет, потому что сытому похуй до голодного. Надеюсь, объяснил. После Янги Узбекистан уже и Янги Ташкент. Ну да. Кто-то написал прям вот так. Охуеть. Охуеть, да, просто охуеть. Айтам битінде этот дальше. Без электроэнергии это будет город-призрак. Да, и газа нету. И еще самое интересное, в Узбекистане сам, где газ ходил? Чего они не копают газ свой? Покупают из России газ. Вопрос. Нахуя узбекам, газофицированным узбекам газ с России? И ненормальные люди, блядь. Вообще, я херею, блядь. А в одно время я не понимал, узбеки продавали газ в России, а теперь покупают. Нормальный, блядь, я хуею. Что творится нахуй, а? Что-то дешевле, что-то дороже, что ли? Что-то я не могу понять. Кто кого ебет и дразнит. Странно. Дороги не сходятся, блядь. Вообще не сходятся, но, блядь, очки попадают, блядь, порванные у обоих сторон, блядь, очки. Может, Так. не с каналом произошло. У меня есть 715 тысяч сумм, могу себе позволить там квартиру. Еще дома, наверное, телевизор есть. Колин Хватит нас строить такой- на краю собственного народа, дайте людям достойную работу и достойный заработок, чтобы они могли купить на свою зарплату, не прибегая к кредитам, дом в этом новом районе, как вы говорите, нового Ташкента. Ну что, шейхи и шейхини Ташкента, не вижу радости. Ответь Колину, братан. Не хочу я комментарии читать, пошли нахуй вообще. Заебали. Зачем Дубай освой с национальным колоритом, который будет считаться богатыми, имея в день 24 тысячи сумм на еду? Цены 24 тысячи на еду богатые вы, блядь. Понимаете? Это пиздец, блядь. Это 24, это знаете сколько будет? Сейчас, блядь, переведу. Сегодня я переводил, не помню. Сейчас переведу. Сколько? В рублях. Нет, это узбекские 24 сумм. Ой, бля, у вас там, походу, миллиарды, да? Да там Сколько вообще, евро? блядь, они в мешках уносят деньги. Да. Это будет 1,7 евро, блядь, на еду, блядь. 1,7 евро, ебаный в рот.
В день, да, они могут потратить 1,7. А, вот, кстати, вот так сказать, подписчик просил, почем же там в день пожрать, блядь? Вот вам ответ. 1,7 пожрать хватит? Стафируллах, блядь, смех, блядь. Стафируллах. 1,7, блядь. Я же вам тогда еще говорил, блядь. Мне сказали... Не, мне сказали 100 тысяч сом. В день. А, здесь да. Тут 20-ка не хватает, блядь. Не, Мне... они кормят. Да. Короче, мне они предлагали работу в Андижане 100 тысяч сом, блядь, в 2022 году. Пойди, говорит, с братом поработай евроремонтчиком. А они сказали, а сколько платить будут? Я спросил. 100 тысяч, наверное, будут давать. Я посчитал тогда, он говорит, это 100 тысяч тогда было $10. Ёпта, я сказал, я же всегда это говорю. Это же я 500 только в рублей в Москве покупал обед себе, блядь. 1000 рублей, это же мой обед только, блядь. Кофе, блядь. А он там, говорит, за весь день на евроремонте $10 в Узбекистане. Целый день выпил, поработал, кофе выпил. Да. То есть у нас... Ну, у нас тоже 200-300 кофе сейчас. Что думаешь, да, дешево? да. Кофе, У нас охуеешь. тут 6 евро, 7 евро. Ну вот. Ну, чашка, не то, что там, не знаю. Не чайник, блядь. Так что вот вам истина, понимаете? Вот Султанов какой-то написал. Ну, это же вы должны понимать. Это же вы должны понимать, блядь. Нахуй. Иди нахуй, Колин, блядь. Черт ты ебаный. А остальные районы будут как в голодных играх. Дистрикты. Еще защитный забор от нас. Еще защитный забор от нас поднимут. И на жатву будут вызывать. Ну да, как Рублевка будет. На Рублевку будете заезжать, закрытые двери, я же был в таких местах, Рублевка, там закрывается не то, что там дверь, ворота твоего личного дома, а закрывается, блядь, район, блядь, на воротах, через шлагбаум заходишь, миллион охран, блядь, заходишь туда, в эту зону, блядь, отчуждения, так сказать, и потом только идешь до этой ебучей места, блядь, 6. до этих мест, блядь, 6 ой, нахуй, блядь. А вы не подумали, может, народу и не нужен ваш Дубай? И очень хочется знать, кто утвердил этот проект. Давайте спросим у народа, что он хочет. А вы из его предложенного вы берете. Вот так будет честнее, и народу приятнее. И вы так далеко вы заглядываете. Аж на 45-й год. Тут не знаю, что завтра будет. Давайте же здесь и сейчас. Алимова Алена написала. Аленушка, ты правильно пишешь, но от тебя кто услышит нахуй? Даже меня даже в эфирах не слышат. Узбекам похуй, узбеки рубят бабло нахуй в Роттердаме, они нарезают бабло, чтобы купить этот ебаный дом, блядь. Fuck yourself. Ой, блядь. Ладно, идем дальше. Тут прикол. Я не хочу материться в нашем языке. Тут что сказать, блядь, Инстаграм хорошая тема, блядь. Прям новости, блядь, свежаки выходят, блядь. И так интересные, блядь. Так. Не бомбите, блин, разговаривайте спокойно, говорит. Это ты, блин, шерсть заебал, блядь. Бомбишь, блядь. Спокойно разговаривайте. Вот, Чечня, группа Чечня. Ну, давайте, что тут происходит? А что это? What the fuck? Осторожно, мошенники в Мекке, в Медине. Как не стать жертвой обмана во время хаджа и умры? Святые земли Мекки и Медины – это место притяжения миллионов мусульман со всего мира, сердце которых переполняет вера и желание совершать благое дела. Паломники, находящиеся в состоянии и храма, и духовного очищения, как никто другой, открыты для помощи ближнему, ведь милостиня, садака и поддержка нуждающихся в этих местах ценятся многократно. Однако, к сожалению, даже на этой благословенной земле встречаются люди, которые цинично используются доверием верующих в корыстных целях. Как действуют мошенники? Злоумышленники прекрасно знают психологию паломника. Человек приехал сюда ради Аллаха, он находится в состоянии умиротворения и готов помочь любому, кто попросит во имя Аллаха. Этим пользуются преступники. Самая распространенная схема обмана в Мекке и Медине — легенда «Потерянные деньги», украли документы и сумку, сбор на обратную дорогу и т.д. Ну это ебанизм везде уж был, как блядь. Это по-твоему Люляр это всегда были, блядь, это везде такая просишь фигня. спокойно, чтобы разговаривали, блядь. Комментарии. Вот из-за таких потом, когда реально человек помощь нужна, и не поверят же. А думаете, что,
У меня такого не было. Вот я же вам до этого рассказывал, как я здесь, блядь, когда оставался без денег, блядь, даже спросить не у кого. Как бы произошло у меня в Париже. Приехал, мне брат-дагестанец снял, короче, хостел. Ну, хостел в Париже. И там, оказывается, есть, блядь, я в своих эфирах, может, рассказывал, не знаю, раньше. Есть такса, оказывается, туриста в Париже. 2 евро 69 центов. А у меня нету денег в кармане, прикиньте, блядь, ни копейки. Пошел спрашивать деньги. Никто не дал, блядь. Никто не дал, блядь. Хоть усрись, блядь. Я охуел, блядь, в Париже, блядь. Никто, блядь. А как эти попрошайки просят? Вот это удивительно, блядь. Как у них получается эта хуйня? Мне никто не дал. Может, я больно сильно, блядь, нормально одетый был? Я не знаю, блядь, сука. Не дали 2,69. В итоге потом мне пришлось залазить, блядь, свои, блядь, нахуй, где-то сумки, блядь, найти эти железные деньги, блядь, самому где-то откопать их, блядь, желтые центы, блядь. Набрать там где-то 3 евро, блядь, я набрал, блядь, там. Нашел, блядь. И всучил этому пидорасу, отругал их нахуй всех, этим, которые, эти, ресепшена, блядь. Я говорю, суки ебучие, в следующий раз учитывайте, что, блядь, вставляйте этот, блядь, в ценник сразу, когда человек снимает, блядь. Поэтому, как бы, будьте осторожны, когда вы снимаете что-то, чтобы у вас деньги были, еще что-то. Вот так не получилось. Вот, и думайте после этого. Конечно, вот такие ушлепки, блядь, набирают деньги, там, плачутся, в Мекке даже, да, нет, ты туда поехал. Если ты такие дела творишь, ну ты цыган конкретно, блядь. Люлишка, блядь. А тут, получается, нормальный человек, когда начинает просить, тебе не дают. Вот и думайте после этого. Я в ахуе был просто от того, что, блядь, вот такие люди, блядь, нахуй, в Париже. Вот в том месте, где я оказался. Так что узин даюк, брода даюк. Вот и все. Так, идем дальше. Что будет, если весь мир начнет платить закят? Математика исцеления планеты в 2026 году. Разбор цифр, которые шокируют. Почитаем его тоже, для общего понимания. 56 человек в ТикТоке, 3 человека в Ютубе. Закят — это не добровольная милостыня, а обязательный налог 25% из излишков имущества, которые находились в собственности год. Это не налог на доход, а налог на застойный капитал. Его цель — заставить деньги циркулировать, а не оседать в сейфах. 1% населения. На начало 2026 года совокупное частное богатство в мире оценивается примерно в 480 триллионов долларов. Если предположить, что хотя бы половина этой суммы является облагаемой выше уровня нисаба из-за вычетом долгов, то база для закята составит 240 триллионов, половина. 2,5% от этой суммы 6 триллионов ежегодно. 6 триллионов всего лишь из 480 триллионов богатых людей. Понимаете, как система не работает? До такой степени люди жмоты. Люди жмоты, если за ифтар даже бабло берут. Идем дальше. По данным Всемирного банка, на 25-26 года для полного искоренения экстремальной бедности доход ниже $3 в день требуется около 170 миллиардов в год. 170 миллиардов в год нужно, оказывается, чтобы бедность истребить. Но они этого не дают. Плюс потенциал закята 6 миллиардов долларов. Плюс нужды бедных 170 миллиардов. В итоге 176, да? Итог. Мировой закят может победить абсолютную нищету 35 раз за один год. 35 раз за один год, блин. Но этого нету. Ну, явно, если об этом пишется, этого нету. Мы видим нищету. В той же Индии, в той же, я думаю, и в Китае, наверное, уж нищета есть. В Бангладеш, Пакистан, Афганистан. И что, нищета? Пол Африки нищие. Все это нищета. Идем дальше. Суммы в 6 триллионов хватит, чтобы закрыть все базовые потребности человечества. Первое. Голод. Полная ликвидация голода на планете по оценкам ООН
это 40-50 миллиардов в год. Всего лишь. А там звучало 408 миллиардов, у людей деньги находятся. Всякие Илоны Маски, Трампы, блядь, всякие гниды, блядь, мировые. Нетаньяшки, какашки. Второе, образование. Универсальный доступ к качественному образованию для всех детей. Третье, медицина. Чистая вода, вакцинация и базовая медпомощь в беднейших регионах. Miskinlik dunyosida yashaymiz. Men bitta aytaman, har vaqt sizga Boshqirdistonda, Tataristonda shu ahvolda. Bizning ahvol shunday yo'q. Шундай ахваль. Вы не думаете, что вы там мед жрете, каймак кушаете. Вы не думаете, нет. Этого я в глаза не слышу. В глаза не то, что не вижу, не слышу пока, не вижу, но не слышу в глаза. Потому что Башкортостан и Татарстан хабары, так сказать, душераздирающие, можно даже сказать. Не говоря там Дагестан, Ичкерия. Понимаете, особенно Дагестан прям тоже меня аж этот задевает. В Дагестане какая нищета. Это же жесткая нищета. Можно сопоставить с Бурятией, Дагестан. Там кто не спиздил, тот не прожил. В Дагестане так работает система. Это каждый, я думаю, дагестанец знает. Не наебешь, не проживешь там. И при этом у системы еще останутся триллионы на развитие инфраструктуры. А почему так? Вот еще один там есть абзац. А почему так? Тут еще много. Потому что богатые не хотят, чтобы мы разбогатели. Поэтому вот именно моя логика Башкортостана, Татарстана, независимостен оларға именно принцип, чтобы мы вышли из нищеты в первую очередь. Біз міскіндіктен бірінші орында шығарға тиіспіз. Біздің башқұрт білен татар максимально обеспечены боларға тиіс. Максимально. Не говоря об Узбекистане, там, Казахстане и так далее. Это тоже также в нашем приоритете. Потому что цепочка должна, как говорится, у нас не разделяться. Потому что сосед голодающий не должен быть. Сосед должен быть такой же уровня, как и ты. Ты хаваешь, как говорится, хлеб, и он хавает хлеб. Ты хаваешь что-то мясо, и он тоже хавает мясо. Вот так должно быть, а не так по-другому. Никак по-другому. Модель закята. Социальный разрыв сокращается естественным путем. Деньги не застаиваются в одних руках, а постоянно циркулируют, питая все общество. Но я тут не согласен. Так скажем, давайте так скажем, в России. В России каждый закят уходит в карманы этих мул и всех этих шайтанов. Давайте с этого начнем. В Казахстане, в Узбекистане то же самое. Попадает только овчиная, там, не знаю, не овчиная, а какая-то доля только, как это называется. Самая низкая доля, 1%, наверное, только попадает от этих денег. А остальное куда-то отмывается. Остается в карманах людей, этих пакышларда, так сказать, псевдомусульман. Мулла, имам, вот эти все ушлепки, которые работают на систему. У них все бабки остаются. Кризисы в капитализме. Экономика строится на долгах и мыльных пузырях, что неизбежно ведет к обвалам и девальвации. Закат не делает богатых бедными. Закат делает экономику здоровой. Когда у бедных слоев населения появляются деньги, они сразу вращаются в рынок через потребление. Это создает гигантский спрос, который толкает бизнес вперед. Это система, где выигрывают все. Я вот прям мысленно списали это, прям с языка сорвали. Вот всегда я в своей, так сказать, торговой жизни одну логику поймал. Первый раз, когда я пришел в торговлю после армии, я попал к уйгурам. Узбекские уйгуры. Я с ними работал. И тогда человек сказал, нужно халяль работать. И тогда первая задача была это весы. Халяль работать любой может, и может не халяль работать. И в первую очередь тараза. И я понимал, что кто-то на весах зарабатывал. Ну, так скажем, азера, армяне, грузины. Они наебывали на весах по-жесткому, блядь. А у меня логика конкретная была такая. Килограмм, допустим, кураги я всегда давал кило
50. Ни туда, ни сюда. Или там кило 20. Ну, до такой степени я придрочился кидать любую еду на весы, что я мог одним вот этим совком закинуть килограмм сразу. Ровно 1000 грамм получалось. И мне приходилось второй раз черпануть черпаком и кинуть еще грамм 200, 200, говорю, 20 или 50. Потому что товар не мой был в начале. Были хозяева товара. И в итоге поэтому я и не им убыток не делал, и в то же время и человек уходил довольный. От пару 20 грамм, 50 грамм ты не обеднеешь. И эту фишку я взял себе на всю жизнь. И также потом я начал заниматься медом. Мед у меня тоже так же ушел. Но здесь есть своя хитрость. Поделюсь тоже. Хитрость была у меня такой. Аллах Та'алям говорит, на весах нельзя обманывать. Это харам. Да ведь? Но ценовая категория, которая приемлема и неприемлема, тоже это харам. Но кто-то говорит, как бы, если ты сказал цену, это не харам. Это тоже я поймал. Это тоже харам. Но есть цена товара в округе. Исходя от этого, ты понимаешь, что получается, если твой товар охуенный, ты можешь поставить свою цену. И это не харам. В итоге получается, когда я начал торговать медом, у меня цена меда была такой. Мед из Башкортостана покупалось, получается, у поставщиков по 150-200 рублей. А продавалось колоссально высоко. Грубо говоря, по 1500 за килограмм. Потому что, как говорится, система торговли. Она сама диктовала тебе цену. В итоге, получается, привозной мед, 3-литровую банку, я пулял сразу за 6000 рублей примерно. И мне получалось оно где-то по 1200 между туда-сюда килограмм. В 3-литровой банке было 4,5 килограмма меда. Я его, грубо говоря, покупал там 4,5, по 200 пусть будет, за 850 пусть будет. Покупал 3-литровые, допустим. Даже дешевле. А продавал за 6. 5 кусков наликом. Чистый навар 5000. Вот так жизнь была. А сейчас вот чалюсь нахуй на нарах, блядь, в Нидерландах, блядь. Вот как-то так я живу. И альхамдулля, что я жив, не на войне. Вот поэтому, когда люди говорят харам и халяль, мы понимаем, что такое закят и как он должен работать. И как вообще работать должна система торговли по исламу в Башкортостане и в Татарстане. В первую очередь, вот этим я 100% прям, я же говорю, это прям мои мысли сорвали. Башкорт bilan татар boy bo'larga тиеш. Казах bilan узбек-то boy bo'larga тиеш. Не те 1% ублюдков, которые сидят в системе, я их вообще за наших не считаю, имейте в виду. А те, которые вот подобие меня, люди, которые, как говорится, своим трудом приносили деньги домой. Вот эти, не харамщики, а те, которые общество наше, которое страдает, как и мы. Вот это общество должно быть, так сказать, обеспечено на года вперед, чтобы у него родившийся в дальнейшем внук не должен оставаться жить в его доме, где он родился, так сказать, его вот этот дед, а должен уже этот дед обустроить этого внука от государства, от своего дохода, от того, что государство такое милосердное, государство богатое, люди богатые. Мескинликтан без чыккан боларга тиешбиз. Мана шундай боларга тиеш биздин Башкортостан и Татарстан, не говоря другие земли. Поэтому вот этот как раз таки стержень ислама обязательно должен работать. Не шиизм, блядь. И вот этот, всякие вот эти религии нам нахрен не нужны. Именно доктрина ислама должна работать. Именно доктрина ислама, которая нам пришло через хадисы, Кораном, все вот это. Четко все написано. 25% закята, значит 25% закята.
И налог. Налог, вот я не помню, когда-то я что-то где-то читал. Налог, допустим, вроде бы тоже должен быть такой, не как здесь 40% налога европейцы говорят, а в России там 13% подоходный налог там. Нет, налог у нас должен быть по исламу. Вот по исламу должен быть налог у нас. Вот я не помню, какой он должен, то ли 18%, то ли что-то такое, какой-то процент есть там, не помню какой процент, но такой, что ты там не обеднеешь от этого. То, что ты там дашь, какой-то процент, ну, по исламу главное. Ты будешь давать налог государству по исламу. Вот это нам в первую очередь должно быть озвучено, иншаллах, в нашем будущем Курултае. Налоги и работа системы Конституции будет контролироваться по исламским законам и канонам. Только так должно у нас протекать, так сказать, система начальная и конечная, само собой, уже как бы, как мы войдем. Башкортостан, Татарстан, милли, так сказать, бүтін эшләре только ислам буенча барырга тиеш. Бүтін экономикасы да, и алу сатулары да, бүтін нәрсә. Так сказать, низмен диелерме, bizmen диелерме, весы, короче говоря, должны быть 50-50, ровно должны весы стоять, а не так, что где-то мы будем крысить, где-то не додавать, вот это не должно быть. У нас должно быть конкретно везде обусловлена система ислама, а потом это уже как бы в современной, если трактовать систему, то оно не должно, получается, проходить как бы в 21 веке в харамную систему. Когда вот у нас будет все по исламу, оно автоматически не должна проходить в харамную систему. Это в первую очередь коррупция не должна быть. Коррупция не должна быть. Почему? Потому что все налоги, которые будут по исламу забираться государством, они будут неубийственные. Никакие менты, там, продажные шкуры не будут ходить у тебя с рынка брать деньги. Как мы видели один видео опрокинутыми капустами солеными в Узбекистане. Базарком ходил, все выкидывал, и она потом подралась, эта узбечка, кинула ему товара капустой на голову одела. Или что-то такое, воду вылила на него. Что-то такое. Вот этого не должно быть. Чтобы у нас четко были рыночная система, экономика, и все вот эта система должна быть в халяльном образе. Только халяль. Никакого харама. Дочитаем, тут много, оказывается, еще. Вот, закят делает экономику здоровой. Мы вот это поняли. Хочешь инвестировать в мусульманскую страну? У нас есть проект на первой береговой линии с рассрочкой на 5 лет в Шардже. Вот видите, самое интересное, вот эти комментаторы, которые, вот видите, вот они рекламируют свою систему. Вот это меня бесит. Вот это меня бесит, знаете, в каком понимании? Что бабки Башкортостана, Татарстана и так далее, не знаю, кто это пишет, но на русском, если это все пишется, почему они должны сливаться в другое государство? Это ошибочная система. Хоть миллион раз ты мусульманин, ты не имеешь права людей с одного какого-то, так сказать, нищего пространства перекидывать на другое и там создавать экономику. И это полное, я не рекламирую это. Я считаю, это ебанизм полный. Еще раз повторюсь своего, так сказать, тезиса. Күтіңні башта сібіре білерге үйрен, өзіңні күтіңні сүртірге үйрен, потом бұқлы күтіңні сүртірге үйрен, блядь, үйіңні құр башта. Потом мына шулай шаржда жүресәнме, Дубайда жүресәнме, или вот это ташкентский Дубай будешь строить себе. Потом будешь разбираться, когда кисяками жопу вытираете. Разберитесь сперва со своей жопой. Чтобы, блядь, в ведре в туалете не кисяки были, а туалетная бумага мягкая, которая не продрет вам, блядь, очко. Море в 5 минутах ходьбы, мечети в каждом районе, халяльная среда, квартиры полностью мебелированы. Я просто херею. И зачем это? Вот эти деньги, которые сейчас они туда, так сказать, рекламируют, слить хотят. Залей Башкортостан на Татарстанга. Зачем тебе шардж, вот этот шарджа? Зачем? Зачем оно? Любое время туда может иранский шахет прилететь. Или еврейская хуйня какая-то еще. Зачем тебе это надо? Башкортостанда, Татарстанда күтіңні қысып яшаш онда ауылда, блядь. Сеңа бір этажлы да үй жеткен, блядь.
Анатолий Трофимов. Самое удивительное, это узкожопый мусульманин такую дичь рекламирует. Вот нахуя? Потому что, опять-таки, возвращаясь к узбекам, все деньги. Люди хотят деньги. Им только нужны деньги, деньги. Урыссыңмы, узбексыңмы, оқшаға шуқынғанлар, блядь. Сіз бит шуқынған оқшаға, блядь. Шуқыншықлар, как у нас нәнәйлер айтайын, шуқыншықлар, блядь. Сіз шуқыншықлар оқшаға. Вы клонитесь, как эти коровники коровам, а вы деньгам. Вы целуете, как говорится, деньги, блядь. Вы отдались деньгам этим, блядь. Поэтому у вас нихуя нету. Вы, так сказать, свой честный, так сказать, иман и вот эту всю свою, так сказать, духовность внутреннюю продали за деньги. Поэтому у вас такая хуйня пожизненная. Нищебродская жизнь, хоть в Узбекистане, хоть в Башкортостане, хоть где. Идем дальше. Мы поняли, короче, главное, красиво начал, а в конце насрал. Поняли, да? Система какая? Хитро, как говорится, сладко вяжет, а потом жестко засовывает. Так. Ну вот. Вот это вообще дичь. Звук. Взятку дает. Москва. А? Hazır marşut şu kaldı. И как же он снимал, удивительно. Где у него спрятана камера? Сейчас прочитаю этот название. Он вообще слишком опетуяк. Казахстан. Farkı yok. Он полный ход алятыр. Всем давал. Новости Караганда, КЗ. Водитель из Узбекистана. Блять, название исчезло. Окей, здесь напишем. В социальных сетях распространяется видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент передачи денег сотрудникам полиции на одном из постов ДПС в одном из регионов Казахстана. На кадрах видно, как полицейский останавливает автомобиль и просит водителя выйти из машины. После этого, судя по записи, водитель передает полицейским деньги прямо из рук в руки. На видео также слышно, как мужчина возмущенно говорит, что на протяжении всей дороги ему приходилось отдавать деньги на различных постах. По словам водителя, на таможне Казахстана с него также потребовали деньги. Он утверждает, что там у него взяли 70 тысяч. Где именно снято видео, не сообщается. Ролик активно обсуждается с пользователями социальных сетей, которые призывают компетентным органам провести проверку. Ну, четко снял. Узбек брат четко снял. Значит, у него здесь какая-то невидимая китайская, блядь, пуговица камеры, наверное. И хуярит, как мент, блядь. У ментов же так же. Чок-чок-чок, блядь. Нормально сработал, блядь. Ну вот, видите, вот коррупция. А что вы думаете, блядь, Татарстанга, когда едешь, нету такой коррупции? Блядь, как заезжаешь в Татарстан, даже русские плачутся, что, которые живут, блядь, в Челябинске и Екатеринбурге, говорят, пиздец, Татарстан грабит, блядь. А Башкортостан, ну, еще хуже. В Башкортостане, блядь, нас самих ебут, блядь. Поэтому, Дуслар, что я могу сказать? Менять правительство везде. Везде всех этих намыло. Не только что правительство, даже вот этих ментов придется менять нам, блядь. Казахстан была, Узбекистан была, один черт они. Один же мент сам мне, кому говорил, где-то говорил. Мне чувак один говорил, мент у него знакомый, говорит, был. У ментов нации нету, он сказал. У ментов нет нации. Так что
Все, это не то, что даже мы их причислять к манкуртам не будем, мы их просто, наверное, будем называть системой. Это системники. Это системники, которые, как говорится, в виртуальной реальности, но нам-то реальность нужна, живая реальность. И в живой реальности, получается, мы просто их отчислим с работы. В Башкортостане и Татарстане полная зачистка будет. Полная зачистка. И самое интересное, ГИБДДшник, как говорится, у меня, так сказать, в Башкортостане сосед мой, ГИБДДшник. Вот я лично, вот, блядь, лично, наверное, я его буду увольнять, иншаллах, в Башкортостане, блядь. Лично кутынят ибам, нахуй, вот таких ГИБДДшников, блядь, которые, блядь, грабят людей и так далее, и так далее. Я так считаю, блядь. Поэтому коррупция в Башкортостане, наверное, Татарстана не должно быть. А это вам пример просто соседнего государства. Это вам пример. Комментарий почитаем. Что пишут честные казахи. По выходным и понедельникам в Караганде еще стало невозможно ездить. Постоянно тормозят. Говорят, что от водителя перегар. Угрожают освидетельствованием и нагло вымогают деньги. Вот и все. А что в Татарстане, Башкортостане такое не слышали? Всегда мимо проезжаешь, ловят и мозга делали. Я лично сам помню. Чисто меня спасала одна вещь, что я и в Татарстане меня ловили башкирскими номерами, на татарском начинал пиздеть с ними и сразу рот затыкал им, блядь. И в Башкортостане то же самое, на своем. И поэтому не могли доебаться до меня. Потом я говорю, ну давай, ну нарса керек с меня. Охша керек, ну туда-сюда, блядь, лицо прям им, блядь. Ну, нарса берясың, на этом миндаю лишний охша. И все, и, ну, возвращает документ тебе и едешь дальше. Вот как-то так. Но самое интересное, самые херовые это наши менты. Своих же ебут. Вот поэтому, как бы, я же вам говорю, нации там нету. Там есть человек и говно. Ты человек, а он говно. Вот и все. Как брали, так и будут брать взятки. Для этого идут служить дорожную полицию. Само собой. Узбек красавчик, надо было лицо показать. Зачем лицо закрывать герою? Вот именно, вот я не могу людей понимать, которые снимают вот такие ролики и закрывают лицо. Нахрена? А покажи его, блин, чтобы его семья увидела, как он кормит, блядь, харамными деньгами. До этого только про харам я вам рассказывал. Прикиньте, вот продолжение идет, и все идет по нарастающей, так сказать. Что скажете, министры, генералы, или нет у нас коррупции? Вот конкретное доказательство. Шуна айтам битинде, ул бүтін дүнияда ул бар. Пока есть этот московская рука, оно будет везде. Потому что расслабон они получили от Москвы. Тут нет ислама. Что вы думаете, где-нибудь в исламском государстве есть взятки? В Дубае или где-нибудь, вы думаете, взятки есть? Но я думаю, пока я такого не слышал. Я думаю, там такой взятки нету, я думаю. Потому что там менты получают огромные бабки. И я думаю, они вот этой темой не занимаются, я не знаю. А вот в каких-то арабских странах, может, оно есть. Но в таких Дубаях, я думаю, точно нету. Поэтому нам, когда мы говорим, блин, надо построить Дубай в Ташкенте, вы сперва постройте свою ГИБДД. Камеры уберите в Узбекистане и в других местах. Понасували везде камеру, чуть-чуть поднял скорость, все, пиздец, 150 тысяч сом прилетело, говорят. Или там 500 тысяч сом прилетело. И все, прилетело что-то. Так что камеры грабят и еще люди грабят. Так что вот такая хрень, беспредел, бардак. Комментарий даже дальше не хочу читать, там ясно. Идем дальше. Участница программы Flex из Узбекистана подверглась домогательствам в принимающей семье. Что за Flex? Мехрабон из Узбекистана стала одной из 60 финалистов Flex от Узбекистана в 2025 году программы культурного обмена для старшеклассников, которая полностью финансируется правительством США. Ну а что, круто? Круто, блин. Куда она поперлась? Они же любят Америку, семья, ля-ля, блин. И вот,
Она финансируется полностью правительством США, позволяет бесплатно учиться в американской школе и жить в принимающей семье в течение одного учебного года. Девушку приняла бездетная семья учителей музыки в маленьком городке штата Индиана. Родители Мехрабон познакомились с семьей через видеосвязь. Супруги рассказали, что и раньше принимали иностранных детей у себя и вызвали доверие у родителей, передает проект «Не молчи, ус». И выебали, наверное. Заебись, Эпштейны нахуй, блядь. Позвали, блядь, узбечку и чпокнули ее нахуй. Круто, блядь. Вот тебе нахуй, едь, блядь, в Америку, блядь, на учебу, блядь. Девушка приняла бездетная семья учителя музыки в маленьком городке штата Индиана. Родители Мехрабон познакомились с семьей через видеосвязь. Супруги рассказали, что и раньше принимали иностранных детей у себя и вызвали доверие у родителей, передает проект «Не молчи, ус». Однако спустя месяц мужчина, принимающий, стал домогаться девушке и предлагал ей набраться опыта. Об этом сообщал отец девушки из Узбекистана Азизбек Болтаев на своей странице Facebook. Блядь, я охуел просто. Юг, по обмену, не знаю, какой стало, старшеклассника, значит, лет 17-18 ей. Как ты, как отец, узбек, отправил свою дочь в Америку? Сними хотя бы общагу, комнату, хату отдельно. Tinch bo'lasan. А qanday sen o'zingni qizingni tug'dirib qo'yib jo'natib yuborganiga qarang. Вот у меня тоже есть дочь, живет с первой женой. Альхамдулилля, живет, все, никуда не рыпается. Но если даже она захочет рыпнуться, вот если она захочет меня найти и рыпнуться, я ее притащу сюда, но она будет под моим надзором. Под моим надзором. Как ты растил свою дочь до 11 классов, потом отправил в Америку. Да она пиздой там стала, блядь, станет. И то ладно, она өзінің совести бар екен, сообщила об этом. А так она давно бы уже стала бы амхона. Как можно вот отправлять? Я охерею. Вот у меня в Узбекистане куча племянниц. У одной сестры 5 дочек. Фу, все намаз читают, хиджаби все. Не дай Аллах у меня взять куда-то их отправить, блин. Никогда. Никогда. Я говорил им, пусть сюда приезжают на учебу. Нет, ты чё, без нас никуда. У них сразу ответ такой, без нас никуда никто не поедет. Даже Корею не отправляют. Знакомым даже не отправляют. Никуда. Ай, бля. Моя дочь сообщила о происшедшем координатору программы Flex, но программа вместо защиты моей дочери полностью изолировала ее. Мою дочь тут же перевели в другую семью без согласования с нами. Мне эту новость сообщил на следующий день с учетом 9-часовой разницы ташкентский офис программы Flex. Но мне не сообщили, где именно моя дочь и с кем. Ну вот и все. Идите, ебите этот офис Flex, разъебите полностью, сожгите нахуй. Они отправляют, значит, бледовать ваших дочек. Что, нормально? Эпштейны, блядь, не сдохли? Остров сдох. А внутри Америки Эпштейны до хрена. Отец также отметил, что при попытке связи с дочерью ее телефон оказался выключенным, а сообщения в мессенджерах оставались без ответа. Позже выяснилось, что координатор попросил девушку выключить телефон в качестве меры безопасности. Нихуя себе, кто она, чтобы выключать телефон, заставлять ребенка, блядь, от родителей? Что за нахуй, блядь? Ни местные координаторы в США, ни временно принимающие не шли на контакт с отцом Мехрабон. Девушки сказали, мы не обязаны предоставлять вашим родителям какую-либо информацию. Ни хрена себе. Азизбек Болтаев попросил своего друга, преподающего в Мичиганском университете, навести ее дочь. Но представители программы не позволили и этого, ссылаясь на отсутствие разрешения на посещение девушки. Нихуя чё, блядь, в рабство забрали? Сука, я хуею. Только после настойчивых просьб и требований отца им удалось встретиться. Мужчина убедился, что девушка в физически порядке, но подвергается жестокому психологическому насилию. Блять, у меня мысли пиздец, нахуй, я хуею. O'zbekistonda hamma erkaklar chiqib ketgan Rotterdamga ishlagani, Amerikaga ham fura mingani. Endi shu qoluvdi 37 millionning ichidan o'zbek qizlar ham borib amini sotib kelish kerak endi. Transvestitlar yetmovdi Moskvada ko'p beruvchi erkaklar. Hozir endi amni ham bergani jo'ntayapsizlarmi Amerikaga? Ya o'shandan bilad, вообще so'z yo'q, bilad. Ushlarim ketadi, bilad. Mana shunday xuytalar o'qisam, bilad.
Просто херею, блядь. Че ты от того, что она там год проучится, что она наберется, блядь? Что она добьется? Долбоебы вы. Я херею над такими родителями. Mana yerda, блядь, Италия, hamma davlatlarda tiqilib yotibdi, бесплатно учебалар бор. Общежитие, все бесплатно дают. Учеба есть. Я же вам даже рекламировал, я вам закидывал. Смотрите каналы, я же говорю вам, блядь. Здесь, вот, по Европе, куда вам Америка, да, блядь. А boshda step by step deydimi, блядь, boshda mayerda akringina munda kel, bu yerni ko'r, обживись, посмотри Германию, то все. Потом пиздуй туда в Америку. Носом не дотянулись, прутся нахуй. Хуй, блядь. Мозгами дотянуться еще вам надо. Отец девушки обратился с письмом к руководству программы, руководству, ошибочно написали, программы Flex в Вашингтоне с вопросом, кто ответит за размещение его дочери в семье развратника, какое наказание он понесет и что предпримет программа для предотвращения подобной ситуации в будущем. Ответ был следующим. Нам жаль, мы действовали в рамках своих полномочий, программа будет работать в прежнем режиме. После такого безразличия я потребовал немедленно отправить мою дочь обратно в Узбекистан. По возвращению моей дочери домой Госдеп США присвоил ей статус выпускницы программы, несмотря на то, что она завершила 10-месячную программу. Всего за 1,5 месяца. Но это было лишь дешевое утешение, чтобы заставить нас замолчать. Делится Азизбек Балтаев. Лоханулся, Азизик, лоханулся ты, блядь. Семья пострадавшей девушки обратилась в офис уполномоченного Оли Маджлиса по правам ребенка, детского омбудсмена и Министерства дошкольного и школьного образования. Офис детского омбудсмена ответил. Письмо отправлено в Министерство иностранных дел. А ответственные лица МДШО связались с представителем Министерства юстиции и пригласили директора Flex в Ташкенте для разъяснения ситуации. Однако последний покинул встречу, не ответив ни на один вопрос, заявив, направьте свои вопросы в письменной форме, и мы отметим на них в письменной форме. Вот. Мында как раз наш тезис, уже выставленный тезис за мои вот эти 3 года, работает вот эта тема. Получается, создан государство, это всех касается. Узбекистан bilan, boshqa davlat bilan. Sizlar uchun, mana o'zini xalqi uchun не отвечает. Представь, Норвегия. Пример приведу. У тебя есть норвежский паспорт, и тебя вдруг поймали в Таиланде, где-то засунули в тюрьму. Все, норвежское правительство, узнав о том, что от тебя поступило заявление, видит, что у тебя гражданин. Хоть ты чурка, блядь, но не норвег даже, но ты гражданин норвежского паспорта. Все. Они все сделают, чтобы тебя привести обратно. Вот как должно работать государство. А когда государство хуи ложит на все вот это, боится вякнуть против Америки или вообще против Нетаньяшки, ну это уже чмо, не государство. Это не государство. Поэтому менять надо это государство. Просто менять нужно. Просто сменить нахуй государство в Узбекистане. Вот чем надо заниматься. А не бегать по странам, блядь, подметать улицы нахуй. И девчонок отправлять, всякие мехребонов, отправлять туда, Мехарбергяна, другим американцам, пизду давать. Отец пострадавшей девушки также сообщает, что по полученным им сообщениям в случае мехребон не единичный. Ну да, конечно. Встречались даже более серьезные случаи, но семья предпочитала молчать, даже дабы избежать позора. Моя семья не будет молчать. Если вы тоже оказались в подобной ситуации, пожалуйста, свяжитесь со мной через личные сообщения. Вместе мы должны защищать права наших детей и привлечь систему к ответственности, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, резюмировал Азизбек Балтаев. Ну, конечно, в Узбекистане что, проблема, что ли? Как говорится, продырявили и нахуй, целку оторвали, нахуй, пошли зашили, нахуй. Проблема, что ли, выдали замуж, блядь. Зашитой пиздой тоже выдают замуж в Узбекистане. Нормальная мода, блядь, как говорится, работает, блядь. Так что проблема, что ли? Перееблась там с американцем, приехала сюда, как говорится, невинная коза, блядь, или что-то в этом роде. Ну, какая разница? Никакой разницы нету. Но главное, урок вам этот не доходит все равно. Пишет, комментарий почитаем. Я выиграл эту программу в 9 классе. Папа не разрешил поехать куда-то. Спасибо, Дада Джон.
Вот, нормальная семья, она должна быть такой, блядь, а не продавать свою дочь или сыновей куда-то, блядь. Хуею, блядь. 28 ей ответили, 732 ей лайк поставили. Я тоже лайк поставлю ей. Кто-то ответил, не факт же, что такое есть везде. Очень много девочек успешно заканчивают эту программу. Найле, ответила ей. Ну, это те долбоёбки, которые, как говорится, лишь бы Америка, да и пизду рада продать. Как из того стихотворения русских. На севере работала, пизду продавала, золото копала, пиздой давала, зато золото копала. Ну, из этой категории. Кто-то пишет, родители исключат риск, полагаясь на свои инстинкты. Бред. Для многих девочек эта программа стала life-changing expenses, путевкой в лучшую жизнь. Ой, путевка в лучшую жизнь, блядь, стать проституткой, блядь. Это нормальная тема, блядь, рабочая тема, блядь, нахуй. Ты забыла, что многие девочки там уже были изнасилованы и просто об этом молчат. А ты снимай, иди, розовые очки наивная. Наили ответили. Я из благородной и развитой страны, из состоятельной семьи. Для меня возможности всегда были и есть открыты. Наили ответили. Все путевки у них через постель. Видите как? Нет, не бред. И ранее были подобные случаи, еще печальнее. Так что вот так вот. Езжайте почаще, отправляйте. Есть же одна ебанашка, которая, блядь, водит трак, блядь, узбечка, которая водит машину, блядь. Ну, она что, думаете, шелковая, что ли? Она, думаете, ровная, что ли? Которая женщина, узбечка, поехала, или таджичка она, или узбечка, которая ведет в ТикТоке еще эфир, блядь, матерится, нахуй, как сапожник, блядь. Как говорится, я там вообще одуванчик, блядь, возле нее. И она водит тракт, блядь, в Америке, блядь. Узбечка или таджичка, я не знаю, блядь. Ну, вот ей-то что там делать, а? Водит тракт в Америке, блядь, женщины уже пиздец, уже докатились до этого. Почему? Потому что в Узбекистане нихуй делать, блядь. Скоро, я же говорю, Башкортостан, Татарстан также будет. Мужики не остались. Все женщины поедут пизду свою продавать, чтобы прокормить семью. Пәтәген сатара башлыйлар скоро. Пәтәген нахуй, блядь, зурайта башлыйлар нахуй. Зур амга айландыралар оны, блядь, нахуй. Амаузлар. Нахуй. Туйдырдылар, блядь, прошмандовки. А почему? Потому что государство такое. Вот я вам пример приведу. Почему в Иране платки-то сняли они? Потому что государство задавило их, эти женщины иранские, по жизни под гнетом. Платок, хиджаб. Да они вообще даже не мусульмане. Нахрена им платок нужен, идиоты? Это шиизм, ебанизм, блядь. Он вообще к мусульманам примкнул всего лишь. Это не религия, нахуй, ислама. Они вообще, хуй поймешь, какое-то течение своего течения, блядь. Течение своего говна, блядь. И они заставляли всю жизнь надевать. И поэтому они сейчас все снимают, радуются. У них радость, все становятся лесбиянками, голубыми, блядь, крестьянами, блядь, эти иранцы. Потому что ёбнутое государство. 47 лет, 57 лет держало их под гнетом. В Узбекистане, в Башкортостане, в Татарстане то же самое, по идее. Мы тоже под гнетом, только у нас гнет, знаете, какой? Так сказать, не физического характера, а морального характера. Пока до физического у нас не доходит. Ну, если дойдет, может, народ проснется, блядь. Ну, пока, как говорится, значит, до физического Москва не доросла. Боится. Потому что все-таки башкиртов и татар, если будешь пиздить часто, блядь, они все-таки могут порвать тебе очко, блядь. Это не иранцы, нахуй, терпилы ебучие, по 7 лет терпят, блядь. Понимаете? А тут, получается, они давят морально. Татарам, башкиртам моральное давление идет. Моральное. Так. Капиталистическая система. Ну, это так, чисто просто. Дичь какая-то попалась. Почитаем, что это означает. Богатая элита наверху. Власть и влияние. Вторая планка сверху. Средний класс, третья. И подчиненное население. Это рабы. Это мы. Это вот мы. Вот четвертая планка вот здесь. Это мы. Видите, да, сколько пьедесталов сверху. А нас вот сюда дали. И прикиньте, вот 3 члена мы сосем, блядь. Представьте, да?
Везде у нас эти члены, прикиньте, общество. Разные политические системы управления государством. Второй рисунок. Коммунизм. Мы ведем всех. Вторая планка. Мы организуем все для всех. Третья. Мы сражаемся за всех. Мы производим для всех. Опять то же самое. Рабы. Рабы, блядь. Третий рисунок. Так. Тут что-то не видно. Видно. Коммунизм. Так, первый капитализм был, да? Второй коммунизм. Третье. Социалистическая система. Социальники. Ну-ка, что они хотят? Мы управляем ради всех, мы поддерживаем всех. Третья планка. Мы обеспечиваем всех, мы работаем и делимся ради всех. Получается, тут только управление социала, первая планка управляет, а эти три работают. Вот эти три работают, прикиньте здесь. Ну, более-менее жить можно. Да ведь? Но у Башкортостана тоже такого не будет. В Башкортостане будут работать все нахуй, как ишаки, блядь. И равноправие будет. Националистическая система, блядь. Национальное руководство. Покажу уж. Национальное руководство. Вторая планка. Институциональная основа государственные институты. Третье. Трудящиеся граждане. Продуктивное общество. И четвертое. Народ. Национальное сообщество. Ну, тоже интересная фигня, но чуть-чуть что-то похоже моими мыслями. Но тут тоже непонятно, почему, потому что институционная основа государственные институты. Ну, его можно, наверное, оно, что это дает, блядь? Институционная основа, что она дает, блядь? А никто. Типа рулит как бы ниже стоящими, трудящимися и народом. Тоже интересная система, националистическая система. Тоже что-то не нравится мне. Я считаю, что вот если этот пьедестал национальное руководство это Курултай. И ниже Курултая уже второй планки вообще не должно быть, блядь. Какие нахрен националистические основы, блядь? И институционная основа. Кто они, блядь? Поэтому в Башкортостане должна быть только одна основа, это Курултай. Никакого нижнего планка не должно быть. Над кем еще рулить, блядь? Должно быть вот этот Курултай, который и обеспечивает всю верхушку. Но эта верхушка не должна еще спускаться ниже и ниже строить свою какую-то командную нахуй сферу, блядь. Курултай должен рулить над ними и все. Внизу нижняя планка должна быть просто вот это нижнее трудящие написано, тут граждане, народ, блин, одинаково должно быть. Получается, должен быть Курултай, который подчиняется народу, а народ подчиняется Курултаю. Потому что Курултай должен собираться от народа каждый год. И вот это, давай я помню этот момент. Курултай собирается от всех наших кантонов, так сказать, от наших штатов, выражаясь по-американски. Имеется в виду по всем областям, туманам нашим вот этим. Получается, должно быть так. Уфа района, как я всегда говорил, Уфа, Казан, допустим, да, должно выбрать своего одного. Салават, там еще какой-нибудь там район другой, должен другого выбрать. Там же так, набережные Челны должно самого своего выбрать, Казан для себя, там Альметьевск для себя, каждый для себя должен кого-то выбрать. Они выбрали, и вот эти люди заседают, допустим, в городе. Там Уфа была, Казан была, разницы нету, в каком-то центральном городе, они сидят там. Курултай там образованный. И вот на Курултае, получается, каждый вот этот из областей народ и рулит над Башкортостаном и Татарстаном. И все. Там не нужно еще кто-то, блядь, умный какой-то, чтобы над ними рулил или под ними кто-то рулил. Нахер не нужно. Вот эта вот система рулит, там человек, сколько районов, столько и человек должно быть. 50 районов, 50 человек. Все. Там не надо кишкомонов держать там, блядь. Держать, блядь, по 5000 депутатов, блядь. Нахуй не нужны они там. Вот эти вот 50 человек, и под ними должен быть
президенты, резиденты и все. Вот этот, менеджеры, президенты, и все. И никто там должен, дальше не должен что-то мутить, блядь, мутировать. Вот президент и, само собой, рабочий класс. Вот этот каждый, который так называемый, блядь, депутат или какой-то партия или что-то в этом роде, это должен быть как рабочий. Ну как рабочий? Вот работники они, блядь. Ни больше, ни меньше, блядь. Они не хозяева, нахуй, Башкортостана и Татарстана. Вот как-то должно вот так звучать. Но это более, так сказать, в профессиональном виде надо это озвучивать. Идем дальше. Что там дальше? Монархическая система. Давайте почитаем монархию. Королевская власть. Второе. Дворянство и администрация. Королевские защитники, армия, стража. Третье. И верные подданные. Четвертое. Вот эти рабы, получается, это верные подданные были у них, блядь. Интересно они разделили, блядь, монархическая власть, блядь. Как-то странно звучит, блядь. Короче говоря, вот вроде бы похоже на Курултай, но в то же время вот этот меня здесь вывешивает. Дворянство и администрация. Это уже разделение богатое на бедное, блядь. Понимаете, это уже не подходит. Это уже Башкортостан и Татарстан противоречит моим принципам даже, которые я вам пытаюсь донести, что бой белән, ярлы белән бой, мискин белән бой, бүленмәячәк. Без һәммәбез бер тигез булырга тиешбез. Никакого разделения не должно быть у нас. Разделение будет только с курултайщиками. Курултайщики – это власть, которая тоже получает зарплату. И внизу народ. Ни больше, ни меньше. У каждого, как всегда я говорю, примерные цифры, не меньше 2000 евро в месяц зарплата должна быть в Башкортостане. У каждого. Поголовно. Ну, там и выше, но не ниже. И пенсии также. Королевская защитника, армия, стража. Это тоже не должно быть выше ничего. Вот эта армия, которая будет как рабочий класс, будем озвучивать, оно из верных подданных не должно отличаться. Стандарт. Армия, как бы она, менты, армия, больничка. Вот больница, вот смотрите, самое интересное, смотрите, логику сейчас я поймал, в себе, для себя. Смотрите, медицина, говорят, да, это военизированная хуйня. У них есть военный билет. Ну, это мои там родственники, медики по жизни. Военный билет у них есть. И если что, война, бежать должны они. Вот теперь вопрос. Но когда медицинские врачи в России, блядь, как бы, давай, или учителя, или что-то в этом роде, давай, все, да, типа, вы же, блядь, военные, типа, вы должны что-то делать там, вы же военнообязанные. Теперь вопрос. А почему тогда на пьедестале, нахуй, Росгвардия, менты, нахуй, и вся вот эта шушера гребаная, блин, наверху? Вы задумываетесь вот над этим? Почему, получается, президент, Путлер этот, сразу Росгвардия, менты, ФСБ, вот эта дичь идет? А где тут тогда медики-то? Почему они ниже плинтуса? Почему они неравноправные? Почему даже бухгалтер Набиуллина выше медиков, которые спасают, кстати, этих военных на войне, блин? В чем прикол? Понимаете, логика какая? Получается, вот этого у нас не должно быть. Вот эта монархическая система, даже королевские защитники, армия, стража, оно не должно различаться от народа. Оно должно быть такое же, блин, с народом. Медики, педики, вот эти все в одной флаконе должно быть. И армия, все в одном. ГИБДД, менты, армия, блядь. Никто не должен выше быть. Одинаково, блядь. Кто им дает пьедестал? Вот это я не могу понять. А дают те правители, которые боятся народа. Чтобы народ не напал, когда их будет зажимать, блядь, вот так, нахуй, и выжимать от народа все. Поэтому нужна диктатурам, нужна армия, которая будет защищать их от этих же, блядь, нахрен народов. Поэтому у Каримова 10 тысяч армии была, головорезов. У Каримова, блядь, это 1000 раз мне даже отец говорил. 10 тысяч армия. И кто были? Детдомовские, нахуй. Детдомовские, всякая шушера, блядь, детдомовская, так называемая, головорезов, которые ни отца, ни матери у них. Они, считайте, на все готовы.
Понимаете, вот кого он набрал, блядь, себе в армию. 10 тысяч головорезов защищали Каримова. На любую фас разъебет все. И вы думаете, кто мочил, блядь, Андижан? Кто, думаете, Андижан заебенил, блядь, в 2005 году? Вот эти головорезы и заебенили, у которых ни матери, ни отца. Детдомовские, каримовские головорезы. Как сказать, как сейчас вон, русская община, только это была узбекская община головорезов, которая, блядь, разъебала мой народ, андижанский. Вот андижанский это мой народ, блядь. А вот 37 миллионов узбеков, что-то непонятно, не мой народ, мне кажется. Я же не оттуда, блядь. Я же с Андижана. Диктаторская система. Диктатор. Вот сравним сейчас монархию и сравним, как говорится, диктатуру Путина, Каримова и Хаминчика вот этого, блядь. Диктатор. Второе. Силовики, карательные структуры. Звучит с Путиным. Государственные спикеры, официальные представители власти. Соловейчики, Скобеевы, Поповы, Хуевы, Симонянчики. Вот это вот третья система. И угнетенное население. Прикольно, да? Угнетенное население внизу. Это конченые, вон сидят там все такие, завязочку, так сказать, испуганные. Вот. Вот эта вот диктаторская система прям похожа нынешними нашими системами. Везде даже, везде. Это не нужно только Россию говорить. И Казахстан, и Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан. Вот это все, вот это. Диктатура. Диктатура. Так что вот так вот. Фашистская система. Почитаем, сравним с диктатурой. Абсолютный лидер, военизированные силовики, карательные отряды, с диктатором не отличаются, да? Государственная пропаганда, копия же, блин, соловейчики. И подчиненные, подавленные население. Один черт. Получается, диктатура Путина – это фашистская система. Вуаля! Похоже прям, пипец, блядь. Все, вот на этом все. Короче говоря, писец. Комментарии посмотрим. Системы-то разные, а по факту одно и то же. Вот первый комментарий прям Елена написала из Украины. 2008 лайков. Окей, я тоже лайк поставлю. Фиг с ним, не жалко. Получается, в России фашистская система, Мурат пишет, 0,5, Дагестан. 789. 790 я сделал лайк. Короче говоря, ну да. Только прикол в том, Ранис пишет, в том, что при капитализме человек из низших слоев имеет реальные возможности подняться вверх по карьерной лестнице, пользуясь своим талантом и трудом. А в социализме все по блату. А у каждого генерала есть свой сын, как в анекдоте. Да. Поэтому, считай, капитализм Америки все-таки, хоть он, мы говорим, кровавый, или там мы считаем, что он хуевый, все-таки в Америке как-то люди живут, а? А вражки, как они там? Вражки, рот откроешь, пизда тебе. А в капитализме бабки диктуют. А в России твои бабки не диктуют. Потому что в любое время могут нахуй, как Шойгу, как и всех других, за жопу взять, сказать так сюда, так сюда. Или там всех подчиненных Шойгу засунуть куда-то или убить. И как-то так. Так что сесть в России легче, чем в капиталистической стране. Потому что в капиталистической стране у тебя работает система адвокатов и так далее. А в российской системе фашизма работает только один Путин. Вот это и есть, как говорится, и диктатура, и фашизм в общем флаконе. И остальные тоже ничем не отличаются, по идее, да. Кто-то пишет, Кумар пишет, сейчас процветает цифровой феодализм. Я не знаю, что у нас все нормально. Мы
в цифровом феодализме не живем, мы сейчас живем конкретно в фашизме, в России у нас все по-прежнему. Как говорится, мы далеко не ушли, как говорится. У нас все, свободу слова закрывает, все. У нас полнейший, блядь, диктатурный, фашистский, вот этот ебанизм. О, чё тут у всех, чё за дичь? Видосик какой-то. Выучил 4 языка и стажировался в Турции. Сын юриста, который заставил весь мир учить свою фамилию. Жириновский родился в Алмате, в коммуналке на 20 человек. В школе его считали выскочкой, а он просто читал больше всех. Приехал в Москву с одним чемоданом и поступил в МГУ на Восточный факультет. Выучил 4 языка и стажировался в Турции, где его чуть не посадили за пропаганду. Вместо карьеры дипломата выбрал политический ринг. Мальчики, записывайте мои слова. 1989 год. Он создает ЛДПР, первую оппозиционную партию в Советском Союзе. На первых выборах президента России берет 3-е место. Шок для всей страны. Он превратил политику в шоу. Драки, стаканы сока и крики. Подонки. Но за эпатажем скрывался расчет. Он никогда не читал речи по бумажке. У него был личный бронепоезд, на котором он трижды объехал всю Россию. Он ел в солдатских столовых и раздавал деньги людям прямо на улице. Предложил обнести Кавказ забором. Это будет райский уголок. В его архиве сотни точных прогнозов. От цен на нефть до даты 22 февраля. Он требовал вернуть Аляску и помыть сапоги в Индийском океане. Жириновский владел огромной коллекцией экзотических птиц и животных. За 30 лет в Думе он не пропустил ни одного важного сражения за микрофон. Он предсказал свой уход, заранее выбрав Новодевичье кладбище. Я там уже место присмотрел. Владимир Вольфович написал более 500 книг и научных трудов. Его не стало, но мемы с его участием смотрят чаще, чем новости. Сын юриста, который заставил весь мир учить свою фамилию. Ну, Жириновский родился в Алмате. я вам скажу, здесь, конечно, хвалят его. Просто давайте возьмем конкретно ответ и конкретно скажем. Вот эти про Жириновского постоянно, блядь, ой, был, блядь, святой, Ванга, блядь. Ебанутые люди, блядь. Порой, блядь, от узкопах я просто херею, блядь. Вы долбоебы, вы же неверующие, по идее, блядь. Вы же, как говорится, не верите каким-то, так сказать, от Всевышнего каким-то, то, что нам оставлено. Вы не верите же этому, признайте. А вы в этот момент почему-то интерпретируете, что он был такой святой, Ванга прям, и который предсказал. Я устал читать эти комментарии. Вот сейчас зайдем, всяко 306 комментариев, вы охереете, наверное, почитаем что-нибудь. Скажу одно. Человек, который живет там, в Думе, и вытаскивает все секреты оттуда, что у него, ушей нет, что ли? Он, конечно, будет знать все. Представьте, вот я сейчас живу в этой тюрьме. Я каждую движуху здесь знаю. Хоть и не касаюсь. Где что, в какой комнате что происходит, я знаю все. Кто что там курит, что там, делают, все знаю. Везде есть уши. И также Жирик также был. Просто у него есть очко, которое как-то он его прикрыл, я не знаю, блядь, кто его прикрывал. И поэтому он говорил. Или все-таки было разрешено ему говорить. Это тоже закрытая тема еще, пока непонятно. Потому что просто так изнутри что-то, если ты будешь вытаскивать и говорить, то это будет пиздец. Как-то так. هناك المكان هناك يد واحد كل يوم 2-3. Владимир Жириновский, короткая мохнатая история. Жириновский это не только мемы и эпатаж, это 500 книг, 4 языка и прогнозы. Ну, хоть миллион книг. Миллион книг, блядь. Это как до Китая была торгамаса, миллион книг. Она минда могу язырга, китап. Язывшую? Кем языр екен, блядь? Кто хочет стать моей писарной машинкой, блядь? Секретаршей? Никто. А у него были. У него была возможность писать, блядь. Я тоже могу написать вот эти, блядь, как я 11 лет, нахуй, скитаюсь, нахуй, по Европе, блядь. Оф, блядь, нахуй, там точно не 500, а за 11 лет я ебанут напишу я вам, блядь. Книг этих, блядь, нахуй. Как я дошел за 11 лет до уничтожения Москвы, блядь.
Понимаете? И как бы любой дурак может где-нибудь писать, блядь, если у тебя есть деньги, если у тебя есть все, блядь. كمان حريم كي 18 في حريم قبل ناس Комментарий. Жириновский не создавал ЛДПР, ЛДПР создал КГБ, чтобы отнять голоса у КПРФ. А Жириновский один из его сотрудников. Вот вам идеальный ответ, блядь. Представляете? Охуеть. Я его прям скрин сделаю, блядь. Понимаете? Вот и думайте после этого, блядь. Он был, значит, грубо говоря, сотрудником. И он вытаскивал это. Вот и все, блядь. Я же говорю, блядь, не просто так пиздеть можно в России, блядь. И никто его не трогал. Еще один умник-историк ему ответили. Обожал Жириновского, лучший политик. Такие ебанутые. И у Путина, когда ёбнут нахуй, у Путина тоже так же будут. Вот как Хамини сейчас. Хамини там яйца целуют сейчас. Грубо говоря, блядь. Хоть и диктатор. Каримова тоже ёбнули нахуй. Узбеки побежали в Москве, блядь, под его, блядь, статую. Путин поставил статую Каримова там в Москве где-то на Садовом, блядь. Воткнул, блядь, статую Каримова, блядь. И узбеки поехали фоткаться там, блядь, ноги целовать. Это вот так работает. Понимаете? Почему? А потому что люди тупорылые. Люди тупорылые. Ох, блин, Кораны ажрата bilmaylar, блядь. Вы понимаете? Вот это и есть. Очень умный дядька, харизматичный. Но тут пиздец, только будет это. Узкожопый только будет хвалить его. Вот пишет. Ит болып келді, ит болып кетті. Написал кто-то. Наверное, Меркис. Мистер Меркис. Наверное, казах или кыргыз написал это. А ты кто? Пришла никем, уйдешь никем. Ему отвечает какая-то русская пизда. Ең алдымен ер адамға еркекше түрде жүгіну керек. Пришел деп айтылады. Пришла емес. Это казах, наверное, пишет. Ерким бұл дүниеге қалай келсе, сала кетеді. Мен де жай ғана адаммын. Алайда Жириновскийдің кейбір әрекеттері адамгершіліге сай болмады. Қазақта ондайды. Иттік істеді деп айтады. Яңги ар намысқа сайластыққа жатқылық жасады деген сөз. Собачий поступок деген мағынада. Сондықтан да оның тұлғасына Қазақстанда көрмет көрсетілмей жағымсыз көзқарас қалып тасқаны бекер емес. Ер есіне қарай болғасын алады. Ну, я примерно понял, но, конечно, нифига не понял, но примерно понял. Короче говоря, он говорит, что Жириновский это было келген, это было кеткен енді. Ну, дұрыс айтылған енді нахуй. То, что он там родился в Казахстане или что-то, да, и что с этого? Что с этого, блядь? Если ты черт нахуй, ты хоть и на Луне будешь чертом, блядь. Вы понимаете? Поэтому правильно, я 1000 раз согласен вот с этим комментарием, что, блядь, киши было қаларға керек. А Жириновский, это, как говорится, шкура нахуй. Шкура правительства. Вот и все. Чтобы, блядь, лизать хорошо и вкусно было, он делал все. Вот и все. Переход на внешнюю национальность – признак слабой позиции. Давайте обсуждать тему, а не личности. Это вот этот казах ответил этой кому-то там. Он про себя и пишет самокритичный. Бондарь-мания. Бондарь-мания ответила этой русской насчет этого. А он ему, как и батя твой, и мать. Уже, видите, оскорбления идут. Узкожопые уже не могут, сразу с первого захода начинается, у них оскорбление идет. Они как бы, я понял, в комментах узкожопых вообще вот такие они строятся, и ВКонтакте везде. Короче, речь идет о чем-то, да, допустим. Речь идет о чем-то, и в этот речи о чем-то от темы уходится, просто уже начинает обливать другого человека. Вот такая хуйня у них, блядь, в комментариях. Я просто хуею, блядь. И в каждом, блядь, в комментарии узкожопых. Так было с хохлами, так и с другими народами. Где узкожопы в комментариях, все пизда, блядь. Там тема забывается эфира,
а обсуждается личность твоя. Блять, пиздец. Как так? О, вот эти уже ответы не хочу читать до хрена. Дерьма всякого. Так, учился он на минуточку в простой школе, а в нашей 25-й, на тот момент центральной, в Золотом Академическом квадрате, школа была с французским уклоном. Там уже не какой-то он помойки вышел. Там учились детки из хороших семей. Поэтому мне всегда смешно, когда начинают прибедняться. Это как история с Викторией Бекхэм на интервью. По какой улице находится школа? И видео и создали именно такое, будто в СССР кругом была грязь и помойка. Жириновский легенда. Угу. Мы всем двором ему письма писали, он от 500 или 1000 рублей присылал. Это год 2005, кажется, был. Ебанутые люди, блядь. Ну вот, не зря, тут ведь как раз-таки, блядь, кто-то сделал его собакой же. И как раз-таки он и написал, это было кильян, это было кита, блядь. Ну, правильно казах, брат, написал, по идее. Я сейчас дошло до меня, ёпта. Видите, он же по логике написал, блядь. Нормальная тема. Поэтому, как говорится, Жириновский, да, а вот этой ебучей овчаркой и была, кремлеботовская овчарка, блядь. Которая орала, и что, блядь, да орала, вон 2 метра внизу все равно. Тухнет, блядь. Так что толка нет, блядь. Он говорит, сәлем да берушілер yok, блядь. Он кем барып қарар екен, блядь. Дичь. Так, время 3 тула уже, наверное, будем завязывать, туслар. Потому что надо делать сухур. Ну, давайте пройдемся. Так, почитаем теперь про Сингапур. Это так вот, как раз таки для тех размышляющих, которые хотят строить новый Ташкент, новый Дубай. В 1965 году Сингапур и Малайзия разделились. У Сингапура не было ресурсов. Малайзия оставила себе нефть, землю и всю власть. Сегодня ВВП на душу населения в Сингапуре 88 тысяч долларов, а в Малайзии всего лишь 12 тысяч долларов. Вот что пошло не так. Фоточка. 9 августа 1965 года Сингапур исключили из состава Малайзии. Премьер-министр Ли Куан Ю плакал в прямом эфире. У Сингапура было 2 миллиона человек на крошечной территории. Ни нефти, ни пашин, ни армии. Малайзия сохранила все, огромная территория, оловянные рудники, каучук, запасы нефти и 10 миллионов человек. Эксперты предрекали Сингапуру крах. Бик ощенарная ситуация. Сингапур, покажу фотку. Сингапур превратил свой порт в мировой логистический хаб, сделал английский языком бизнеса, искоренил коррупцию с предельной эффективностью. Чиновникам платили огромные зарплаты, чтобы исключить взятки. В 1970 году в страну хлынули иностранные компании, правительство инвестировало в образование, жилье и инфраструктуру. Холок нишик околга келген. Когда сине сигип ташлыйлар, үзіңне күрші давлетің, и син тиз околга келесің. Но для этого, как говорится, нужны люди. Ну вот именно они разделились. Тут опять-таки легкая ситуация. Разделились. Поэтому Башкортостан и Татарстан тоже надо разделиться. А Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстанга разделенныйларга нужно уничтожить верхушку. Тоже все поменяется. Понимаете, как система работает? Вот как надо примерно действовать. Идем дальше. Фоточка. Малайзия пошла по противоположному. Ввела политику Бумипутра, расовые квоты в пользу этнических малайцев в работе, образовании и бизнесе. Талантливые кадры начали уезжать. Коррупция расцвела, так как связи стали важнее профессионализма. Вот так вот. Амаки бачалар, помоги мне, помоги там. А что, в Узбекистане не так, что ли? То же самое. В Башкортостане, Татарстане то же самое. Все под Хабировым, под Минихановым. Везде все
Кадырова уж я вообще не говорю. Пиздец там. Фоточка. Сингапур выстроил лучшую систему образования в Азии. Учителям платят много, а плохих сотрудников быстро увольняют. В 2026 году страна занимает первое место в мире по математике и наукам. Малайзия же снизила стандарты в университетах ради квот. Лучшие студенты уехали в Сингапур, США и Великобританию. Утечка мозгов ускорилась. Красота. ВВП Сингапура на душу населения $500 в 1965 году и 88 тысяч долларов в 1926. 0 природных ресурсов. Богатство создано за счет политики и отсутствия коррупции. ВВП Малайзии $350 в 1965 году и 12 тысяч в 1926. Имея нефть, газ и олово, страна растратила ресурсы из-за коррупции и фаворитизма. Фавориты, короче. Башкортостан и Татарстанда этого как бы проблемы не будет, то, что у нас нет ресурсов. У нас ресурсов все есть. У нас просто, как говорится, нет тех людей, которые бы взяли бы и этим всем делом командовали бы в дальнейшем вместе с нами. Вот в чем проблема наша. Идем дальше. Двери от сейфа. Бабло, наверное. Сингапурский инвестфонд Темасик стоит 288 миллиардов долларов. Он владеет компаниями и недвижимостью по всему миру. Малайзийская нефтяная компания Petronas зарабатывает миллиарды, но из-за скандала с фондами 1MDB чиновники украли 400 миллиардов долларов, премьер-министр оказался в тюрьме. Рахат дуньо. Айтып турам бит инде. Харам давлатта халал яшап булмайшак. Бер качанда. Башкортстанда, Татарстанда да шулай, бүтүн нәрсә харам, харам нәрсәдә курылган, все построено на крови, и поэтому все вот так. Сингапур самый низкий уровень коррупции в Азии. Средняя семья накопила 300 тысяч долларов. 90% жителей владеет жильем благодаря госпрограммам. Мана, күрдегез? Мин Башкортстанда нәрсәгә жилье белән тәэминләргә обязательно диям. Чөнки бәләкәй генә Сингапур, а без Башкортостандан, наверное, миллион штук придет этих Сингапуров, могла сделать это. А Башкортостан и Татарстанда, это вообще, легко просто делать, как говорится, дома вне городах и строить, как говорится, инфраструктуру в деревнях и создавать, как говорится, благополучное общество, которое не будет бежать с одной низкой, с низов Башкортостана в Уфу. Здесь же идиотизм, 300 километров ездить каждый день куда-то. Это же идиотизм полный, понимаете? Если еще добавится нам Куандык, он еще дальше будет. Куандык там до Уфы, наверное, километров 500, наверное, я не знаю. Малайзия, 61 место по уровню коррупции, долгих и домохозяйств составляет 82% ВВП. Малайзийцы продолжают уезжать в Сингапур. Мне постой, сейчас пишет человек, мне пишет, я на эфире сейчас отвечу. Сейчас. Чувак пишет, миллион сообщений уже написал мне, потому что этот экран, звук отключить надо. Экран шевелит на всех телефонах у меня, башларым битті. Так, потерял теперь эту новость. Тьфу. Ну, короче, все, она уж улетела, новость улетела. Не вернуться, да? Нет, уже все потерял. Ну, короче, поняли, Сингапур, получается, какой поднятый. Теперь, что я хотел сказать насчет Сингапура. Сингапурец, можно сказать, был у меня клиент. Ну, само собой, он как будто бы как китаец, что ли, глаза узкие такие, высокий чувак такой, не урод, можно сказать, да, такой привлекательный парень, был моим клиентом в Москве.
Вот у него, я не знаю, что за бизнес был, он работал в Москве. Он был не бедный, вообще не бедный он был, сингапурец, был клиентом моим на рынке. Приходил именно к нам постоянно, как говорится, и покупал у нас, как говорится, продукцию. Ну, сухофрукты, туда-сюда, тоже все. И человек был, ну, так сказать, не бедный вообще. И в то же время расчетливый был, четкий был по расчетам, и в то же время не был жадным. И он всегда был, ну, такой в почете. Клиент в почете у меня был он, так сказать. Меня, конечно, познакомили с ним тоже хозяева этой точки, и вот так мы, короче, узнавали клиентов. И вот он был сингапурец. Поэтому как бы человек, так сказать, из Сингапура имел какую-то движуху в Москве и себе мог позволить, вот, как говорится, это дело. Получается, значит, привез какой-то бизнес, наверное, в Россию, я так понял. Как он, что он делал-то, непонятно, в Москве. Получается, я по этим роликам понял одно, что маленькая земля или большая земля разницы никакой не имеет, если у тебя есть мозги. Если у тебя есть мозги, и ты можешь на любой земле сделать bütün нәрсәне гүлләтеп җибәрергә. Bütün җирне син гүлләтергә можешь. А бездә нәрсә? Карап торасың, Башкортстанның зурлыгы, еще который, я вам говорю, огромные земли мы должны забрать. И это, да, ведь без шуны потом в дальнейшем должны ипляргя, понимаете? Поэтому для этого и я хочу, чтобы народ максимально был подключен к этому. Максимально должен был подключен. Вот как-то так. Шундыхан, Дуслар. Короче, будем завязывать, наверное. Дуслар, вот 3 часа как раз будем закрывать. YouTube закрывать.